которая, я так думаю, что будет очень продуктивной и творческой, позволит нам обозначить с вами и проблемы, и успехи уже, которые есть. Мы с вами сегодня собрались, давайте, раз уж у нас тут вот запись идет, да? Сейчас все в порядке, да? Уважаемые коллеги, значит, сегодня прежде всего хотелось бы вас поприветствовать как участников нашего сетевого проекта, которые работают совместно с КРИРО и с системой, да, интерактивного оборудования образовательного «Играй и развивайся». И сегодня мы с вами встретились именно для того, чтобы выяснить, какие у нас есть уже, да, в детских садах у вас, как у практиков, работающих с данной системой, успехи. Может быть, у кого-то из вас уже есть какие-то наработочки, может быть, вы стали какие-то делать продвижки в методическом плане, может быть, у вас есть у кого-то и какие-то сложности, какие-то проблемы. Вот. И сразу хотелось, коллеги, спросить, сегодня кто-нибудь из вас захочет выступить, вот, рассказать о своем опыте, буквально вот в 2 словах? Мы презентацию подготовили. Презентацию. Еще, пожалуйста, кто-то, вот, коллеги, кто-то хочет просто, может быть... Вот тоже приготовили. Да, то есть получается, вот у нас вот представители 2 садов, ну, может быть, кто-то еще другие у нас подключатся. Вот. И сейчас я хотела предоставить слово, да, Екатерине Александровне. Да, если вдруг, мало ли, может быть, коллеги, еще кто-то не знаком с Ириной Александровной, да, как с официальным дилером представительства системы «Играй и развивайся» у нас в Республике Коми. Может быть, Екатерина Александровна расскажет о каких-то еще новинках, вот, и можете задать ей еще какие-то вопросы. А потом мы с вами начнем уже именно вот методическую, да, часть. Здравствуйте всем. Очень рада всех видеть. Вот. Екатерина Александровна. Екатерина для всех просто можно. Вот. Я вам хочу рассказать сегодня просто про новости нашего проекта. Вкратце. Какие. Потому что многие используют уже давно. Кто-то, может быть, не знает, что у нас новинки вышли. Вот. Ну, «Играй и развивайся». У нас сейчас полная версия. Это 3 блока игр. Окружающий мир, безопасность и развитие речи. Вышли новые методички, сейчас я вам их тоже раздам. Одну для сада подготовила. Вот. И в самом начале еще вот такие опросные листы заполните, пожалуйста. Мы сейчас собираем опросы, делаем, какие хотелось бы видеть новые блоки, может быть, какие-то пожелания есть по улучшению системы. Все это будем передавать разработчику, чтобы они учитывали это при разработке новых игр. Ну, в течение дня просто заполните, пожалуйста. Давайте Нам каждому или одному на сад? Нет, вы каждый лучше заполните, потому что у каждого свое мнение. Нам интересно ваше мнение знать. Вот. Так. Значит, что у нас из нового? Полная версия «Играй и развивайся», как я уже говорила, это 3 блока игр. Окружающий мир, развитие речи и безопасность. Новые методички сейчас вам тоже раздам. Посмотрите, они буквально в конце 2016 года обновлялись. Сейчас такая толстенькая методичка. В электронном виде тоже рассылала. Не знаю, кто получал, кто не получал. Посмотрите. Я думаю, что пригодится вот здесь наработки педагогов, ну, коллег с другого региона. Вот. Также вышел новый блок математика. Уже многие используют. Кто-то использует, кто-то не использует. Вот. Новый, получается, дизайн новый сейчас у игр, и игры так достаточно уже с каждым блоком такие интересные становятся, всякие разные функции добавляются. Вот. Также вышел новый функционал конструктор занятий. В принципе, тоже большинство из вас его уже используют, и как раз я считаю, что в этом проекте сетевого взаимодействия вот этот функционал, ну, оптимально подходит, потому что какие-то свои наработки можно там добавлять. То есть конструктор занятий – это функционал, который позволяет вам создавать свои игры. Сейчас вот тоже раздам методички, ну посмотрите в буклетике, что это такое подробнее. Вот. И из самого-самого свежего и последнего, это у нас вышел новый блок игр «Английский язык». Содержит 30 игр. Внутри игры разбиты по уровню знаний, 3 уровня. Ну, 1, 2, 3 уровень получается. Игры все для дошкольников. Если сегодня времени у нас останется еще в конце, я думаю, ноутбук сейчас мне принесут,
тоже могу презентовать, показать уже наглядно, может, какие-то вопросы конкретные, практически мне задать сможете. Вот, так, еще из нового сейчас систему «Играй, развивайся» и разработчик вообще позиционирует как интерактивную среду разрабатывает. То есть разработчик стендап-инновации, они разрабатывают интерактивную среду, которая включает в себя интерактивную систему «Играй, развивайся», плюс интерактивную песочницу тоже. Я думаю, вы все слышали, да, про нее, про наш второй продукт, который мы также поставляем. Тем самым, закрывая полностью, позиционируется «Играй, развивайся», позиционируется как развитие крупной моторики, а песочница – мелкая моторика, то есть в целом такая вот среда. Причем суперсекретный секрет вам раскрою. Вчера мне сообщили, хочется поделиться такой интересной новостью. Разрабатывается к концу года, возможно, уже будет доступен тоже в продаже, интерактивный скалодром. То есть совместно вместе с «Играй, развивайся» на стене висит скалодром, дети проецируются, получается, на скалодром, вот с помощью «Играй, развивайся» интерактив. И надо выполнять задания, лазя на стене, грубо говоря, да, ну вот это вот так вот очень сыро, да, ну вот такая вот задумка, и она планируется к концу года уже реализоваться, то есть как можно больше двигательной активности, вот, получается, в систему включить. Вот, еще из, получается, такого интересного, на что делается акцент в «Играй, развивайся», это как раз работа с детками особенными. Блок реабилитации, если слышали, у нас был, он есть, он так как бы пока не продается. Вот, ну, тестируется в тестовом режиме, получается, используется. Вот, и как раз акцент делается на детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, одно направление, а для детей с нарушением зрения второе направление. И кто-то еще? Нет, еще третье. Слуха. Нет, сейчас, подождите. Вчера Коллеги, вот сегодня очень, конечно, было интересно посмотреть, если у вас у кого-то есть опыт, как «Играй, развивайся» и детки с патологиями, да, вот вместе у нас содействуют, да, живут вместе. Если вот вы расскажете об этом, будет очень интересно. У кого такой опыт есть? Ну, вот задержка развития, да, песочница, получается, акцент в песочнице для детей с задержкой развития. Да. Вот, и еще момент, который хотелось бы вам озвучить. Кто еще не в курсе, у нас действует акция для уже наших клиентов. Второй комплект со скидкой 50%. У нас уже есть клиенты, которые этим воспользовались. То есть, получается, допустим, 2 корпуса в саду. Вот в один корпус закупили, а во второй уже со скидкой 50% в систему поставляем. И уточню, получается, тут скидка вот на полную версию получается 50%. Ну, если вы купили полную версию, вторая полная версия вам с 50% скидкой. Купили математика, вторая математика вам также с этой скидкой. То есть не так, что, допустим, купили полную версию, а математику не купили, математика, ну, как бы... Именно вторые ключи, да, вторые копии со скидкой тут вот так вот. Так что пользуйтесь, такая хорошая, я считаю, акция, хорошая скидка. Вот. Ну, какие у вас ко мне есть вопросы? Я пока буду, наверное, раздам. Когда будет вот этот блок реабилитации? С вами мы говорим об этом отдельно, у нас для вас есть предложение по этому вопросу. Спасибо. Вот. Если кто-то еще с детьми с особенными занимается, вы можете ко мне также подойти позже. Мы готовы бесплатно по тестовому режиму предоставить. Каждому садику, да. Я не знаю, здесь, по-моему, 6, насколько я знаю, судов было. Так, конструктор, это тоже для садика, для каждого. И вот английский тоже распечатала. Посмотрите, я думаю, интересно будет. В общем, всем должно достаться, я надеюсь. Так, еще у меня раздатка есть описание как раз блока английский язык, песочница и математика. Если кому-то что-то не достанется, также потом
скажите мне. В принципе, у меня все. Коллеги, пожалуйста, не стесняйтесь, да, пока у нас представитель здесь с нами, может быть, у вас есть какие-то действительно сложности возникают технического плана, Мне кажется, понятийного. Екатерина Александровна сразу на созвоне и все решается. Да, если Ну, какие-то хорошо. вопросы есть, Всегда в зоне доступности. всегда, да, стараемся оперативно решать, подключать, если я не могу здесь на месте решить, подключать разработчика, если какие-то, возникают. Коллеги, у вас телефоны у всех есть, да? Вот там на раздатке везде есть мои контакты, если что. В методичках нету, а вот на раздатке есть. Если, например, А вот у что-то... меня вопрос есть. В общем, игра и развивайся у нас на одном компьютере в сайте, да? А у нас проектор, доска. И вот у меня была проблема, что у нас не проецируют на доске именно вот эта игра. У вас Это чем может доска и игра развивайся на одном доска игра и компьютере? развивайся у нас как бы не взаимосвязаны. На одном ноутбуке установлен. Да. Это вы какой детский сад? Зеленец. Я это разводила. Да, я что-то думаю, Программа двигала. со смартом, что надо там решать проблему. Но вы не решили это? Мы нет еще. Нет, у вас так и не работает. Ну вот надо подключиться к вам, посмотреть еще, получается. У вас получается же система. Во всех оно функционирует нормально, только вот в моей группе она как бы не... Нет, не но нравится. другие, получается, программы на интерактивной работает, на Да. интерактивной доске. Только игра развивайся не работает. Да. Мы тогда, Вот по-моему, это- насколько мы тогда разговаривали с Светланой Николаевной, что там не работало вообще ничего. То есть не только игра и развивайся. То есть доска вообще не функционировала. Если скажем, Функционирует, доска функционирует. Именно игра и развивайся. Ну давайте мы вот этот вопрос с вами тоже позже обсудим, да, и решим. Видите, уже возникают кое-какие, да, вот нюансы, так что, пожалуйста, коллеги. Да, давайте- еще вопросы есть Да, какие-то? если есть вопросы. Вы можете, в принципе, записать все, вот чтобы вот сейчас вот время не занимать, и мы, я думаю, время в конце останется уже, вот, чтобы просто не забылось это, чтобы сразу все это решить, не откладывать долго. Или наоборот, коллеги, может быть, не минусы в работе, может быть, наоборот, кто-то хочет сказать какие-то слова восхищения. Как у вас детки реагируют? Ну, я так думаю, что дети-то, конечно, все реагируют исключительно положительно, да, когда занятия строятся, да, с игрой развивайся, или с элементами, например, да, или полностью, да, по программе. Вот, так что здесь, я так думаю, конечно, вопросов нет. Екатерина Александровна, Ну, у меня, в принципе, да, все. Ну, если вдруг у нас сейчас по ходу возникнет, да? Коллеги, давайте мы, знаете, с вами сейчас, как договоримся, да, работать, может быть, мы с вами разобьемся по подгруппам, по тематике, которую непосредственно выбрали вы для себя в плане методических рекомендаций. Давайте мы выясним, у вас эти темы определены? Или то, что я сейчас говорю, это первый раз вы слышите? Да, то есть у нас определенные как бы есть темы, и вот я так думаю, что может быть лучше как-то вот мы по подгруппам собьемся с вами, да? Пожалуйста, коллеги, у вас какая? Математика. Ну, у нас, да, математика, ознакомление с окружающим. То есть блок познавательный, математика Да. и ознакомление с окружающим, да? Пожалуйста, коллеги, у вас? У нас тоже познавательно. Тоже познавательная, да? Познавательно все. Ага, ну, в принципе, как бы, значит, да, я так думаю, вот только, видите, направление, значит, либо развитие речи, либо математическое. У вас, коллеги, пожалуйста. Окружающий мир, развитие речи. Ага, тоже, да? У У вас? нас вообще как работает с этой игрой? У вас просто, да? То есть пока ознакомление вот такое. Провели ее, Мгм. покажу. То есть, посмотрите, у нас, коллеги, в принципе, образовательная область познания, да, она присутствует исключительно только вот у нас либо в математику, либо в развитии речи. Можно сразу вас, коллеги, спросить, почему именно эти направления, как-то вот вы выбрали для себя более, скажем так, вот, да, Это первое, что было, что Мгм. купили, потом она дополнялась, и потом вот новая появилась математика, мы взяли математику. Угу. Еще, коллеги, пожалуйста, кто что может У нас сказать? познавательную группу закупили с той целью, что которая разрабатывает игры, включает на культурный компонент. Ага, понятно. То есть у вас еще этнокультурная Но мы составляющая, только еще да? начинали, поэтому Пока у нас еще важна начинаете такая только, да? Потому что у вас Зеленецкий детский сад, у вас это одно из направлений детского сада, да, активное. Вот. Коллеги, давайте тогда 19-му, наверное, дадим слово. Вот. И вот еще что. Мы сейчас разговаривали вот, там, да, с Екатериной Александровной, вот вы здесь, да, уже поняли, что
они делают акцент, да, и система «Играй и развивайся» на деток с какими-то отклонениями, да, в развитии, да, с какой-то патологией. Я так думаю, что вот детский сад 19, да, города Сыктывкара, поселок Краснозатонский, как раз нам сможет рассказать, потому что девочка у вас есть, если У нас не только девочка, Да. у нас 8 детей инвалидов. Да, просто Мы пробовали с 3, да? Мгм. Ну, у других нету как бы такой патологии. Потому что, насколько я помню, раньше Можно, информация да, я была. Да, пожалуйста. Чуть-чуть, как бы понятнее будет. Да, у нас здесь вот есть вход. Имеется, что у вас сначала это был вроде как один ребенок, да, как деятельность? Не, как бы, ну, скажем, попробовали с разными. Так что, коллеги, пожалуйста, можете познакомиться с опытом детского сада 19, тоже сразу задавайте вопросы потом, да, слушайте как можно внимательнее, может быть, какие-то интересные идеи возьмете для себя в деятельность. Так, ну я буквально вкратце подведу только итоги. Я сначала представлюсь. Меня зовут Королева Ольга Николаевна, замдиректора по учебно-воспитательной работе. Значит, мы систему используем 4 года уже вообще. Значит, оказывается, уже 4 года. Значит, если посмотреть, конечно, в масштабах, да, то получается, конечно, процент охвата детьми этой системы, он, конечно, маленький, потому что сама система изначально рассчитана на индивидуальную работу. Поэтому вот я специально вывела на сегодняшний день, да, что у нас 44 ребенка охвачено этой услугой, из них 15 на платной основе. То есть мы еще как бы попробовали в этом году вести платный кружок. Ну и от общего количества, если посмотреть, да, то на бесплатно, естественно, это большая часть детей, и на платное 15 человек. Положительные стороны, вот вместе с нашими коллегами, которые, собственно говоря, работают по этой программе, мы определили, что это стимулирует развитие наглядно-образного мышления, развивает активность, деятельность, развивает произвольное поведение. Вот произвольное поведение, особенно, знаете, сейчас очень много тревожных детей, детей с гиперактивностью, вот их эта система прямо как бы в рамки немножко вводит. Есть такие дети, которым нужно выполнять очень быстро, не всегда они думают, да, они начинают вот эти хаотичные движения, система их не видит. То есть для того, чтобы тебя увидела система, ты должен остановиться и начать медленно выполнять то или иное упражнение. То есть вот для таких детей это как бы большой плюс, я считаю. Но содействует развитию координации движения, то есть не так-то просто, да, взять ту или иную деталь, да, и донести до определенного места. Понятно, что вызывает большой интерес, развивает зрительное внимание, индивидуальный подход, я сказала, да. И вот если остановиться на коррекционной работе, значит, мы попробовали эту систему. У нас есть 2 девочки с синдромом Дауна и мальчик со сложным сочетанным дефектом, да, у него и задержка психического развития, и некоторые элементы аутические присутствуют. Вот он сразу откликнулся на эту систему, то есть он уже достаточно большой, в этом году мы его выпускаем в школу, ребенку 7 лет, да, мальчик. Но вот он как-то прям проникся, то есть он туда уже, хотя он не всегда откликается, не всегда идет с желанием, да, не всегда как бы может идти на контакт со взрослым, то здесь вот как бы сплошные плюсы. Заходя, вот Надежда Ивановна как раз с ним работала, только они заходят уже в этот кабинет, где установлена эта система, все, он уже встал, он уже слушает эти задания. И вот, например, чем хороша эта система в коррекционной работе, да, есть дети, которые не разговаривают. Вот у нас, например, девочка с синдромом Дауна, ей тоже 6 лет, она не разговаривает, да, и вот Рома, он тоже не разговаривает. Очень трудно понять, да, насколько мы, скажем, с ребенком находимся на одной волне и идет развитие или нет. Здесь мы видим сразу результат, да, то есть выполняет, не выполняет, и мы уже можем оценить. Ну и понятно, да, там огромное количество разработанных заданий, это, конечно, большой плюс. Минусы, которые мы отметили для себя, да, все-таки
Вот у нас, например, 470 детей, и говорить о какой-то массовости не приходится. То есть для нас это очень маленький охват детей. Хочется как-то вот, ну, скажем так, у нас нет возможности купить на каждую группу, да, поэтому вот, ну, мы пока вот так находимся. По работе в этом году с маленькими детьми мы взяли прям вот совсем, да, у нас там 3 лет даже им еще не было, мы решили просто попробовать. Не всегда система их видит. Но если совсем маленький ребенок, уже, я не знаю, мы его как только не двигали, и туда поднимешь, и сюда, благо он, ну, легкий, да, но вот реально система его не видит. Поэтому, может быть, там вес указать и рост с какого, потому что вот с маленькими не очень. Да, уже всякое делали. На разный уровень поднимали, и вот один только малыш, остальных-то как бы, ну, хорошо, а вот одного действительно тяжеловато. Интересные загадки, да? Да. Можно тоже добавить, вот если вы говорите до 3-летнего возраста, у нас некоторых и взрослых детей не видно. Да, Мы тоже долго такая настраиваемся, проблема, да. теряем время на том, чтобы настроить, Нас тоже чтобы его увидеть. Мне кажется, это вот с доской еще может быть. У нас нету вот в этом проблем. То есть все остальные дети, вот, например, Галина Анатольевна, да, она работает с математикой. Она проводила полностью в своей группе, брала детей под группами, никаких зависов. Очень хорошо все идет. Вот там большой охват детей, да, вот у нее вся группа, но, конечно, под группами приводим. Потом, вот, да, сложно сказала, что с маленькими детьми бывает трудно. И иногда бывают сбои вот при открытых показах. Например, мы принимаем, когда республиканские курсы, когда приходит их очень много, то в ограниченном помещении они все создают определенные помехи, и от этого игра начинает подвисать. Вот тут есть как бы, да, минусы. Но, мне кажется, все про это знают, поэтому работа там, ну, скажем, это не всегда. Но почему-то на открытых показах чаще. Да. Ну и вот если сказать о наших промежуточных, да, результатах, то у нас разработано занятие для кружка на платной основе для детей 3-5 лет. Разработан цикл занятий по математике. Сделала Галина Анатольевна брошюру. То есть она переработала эти занятия, она внесла очень много как бы своего. Ну, то, что мы ее использовали вот в открытых показах для республиканских слушателей. И я считаю тоже как результат, потому что вот Надежда Ивановна как раз с этой системой участвовала. Был наш конкурс внутренний профессионального мастерства воспитатель ДАУ, и вот Надежда Ивановна заняла там 1-е место. Я думаю, что это тоже при этом. Ну вот у меня, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, Галина Анатольевна, может быть, что-то добавит? Нет? Будет молчать, как партизан. Ну, хорошо. Да, пожалуйста, да, Светлана Николаевна, что-то, может быть, тоже скажете как практика. Я так думаю, что у вас, наверное, самый большой опыт из всех, наверное, здесь присутствующих. Вот так получается. Ну, пожалуйста, вставайте, потому что у нас запись идет. Давай. Надежда Ивановна еще расскажет, как поселился у нас там маленький зеленый человечек, он реально там появился, причем отбирает детали у детей. Но, ну расскажи. Я бы, может, добавила то, что мы с девочкой с синдромом Дауна впервые как бы больше начали уклон работать. И вот она ходит ко мне в группу, и вот я ее брала, мы с ней одной занимались. И вот продвижения вот эти очень сильно видны, как вот она начала. Мы с ней рука в руке, открытые вот тоже мы показывали, даже я с ней помогала. А потом она просто убирала мою руку, что все, уйди, отойди, я сама умею, я все сама могу. Вот в этом плане, конечно, у нас с ней, ну, получился результат, как бы виден он. В этом году проводила платную кружковую работу, вот и пробовали с малышами. Конечно, когда вот немножко получается, что вот маленького росточка, да, и вот уже, как Ольга Николаевна сказала, были, конечно, вот эти заминочки. Технические сложности. Да. Но глаза горят у детей. Они приходят, они хотят, они меня видят, что я пришла за ними, уже вот так смотрят, и когда уже их возьмут и поиграть, ну, не знаю, как бы. Ну, так? Человечек. Реально, смотрите, да? То есть идет, например, Кинет же видит двоих, вот он взрослый, вот ребенок. Проходит какое-то время, причем почему-то только у Надежды Ивановны. Проходит время определенное, появляется новый герой, вот мы его назвали «Зеленый человечек». Где значок внизу. Да, вот он прямо звук, его видно, хорошо, вот. он начинает детали забирать.
Вот он с отбирает. деталями, с этими прямо стоит. Кинект смотрит, там никого нет. Нет, А на никого. экране зеленый Да, шарик. Есть да. такое, Мы да. подумали, может, у нас какой-то новый домовой там появился. Сейчас видео идет, я разработчику передам. Вот что у меня есть наш спросите, семинар. потому что у нас на математике такого не было, хотя там большой поток детей. Вот Это Галина только Анатольевна получается- берет 3 подгруппы, да, подряд. Там нету никакого Это зеленого только человечка. полная версия. Да, которая по Да, окружающему да. развитию речи. Версии разные, точно. Да, это полная версия. А и с любыми Да, да. Да, было Вообще, такое. какой-то Но там я так незнакомец. думала, конечно, что может быть все равно какие-то блики вот бывает, что светит там может от этого. Ничего не что- светило вечером. Ну я не знаю, но было. Вот мы решили, что это просто человечек, который там живет и нам помогает с этой игрой. Ну вот я, честно говоря, просто вас сейчас записываю, ваши Хорошо. моменты, а Запишите. сколько работали, вот Ещё- никогда не сталкивалась с проблемой, что не видеть малышей, ну или кого-то вообще. Или Ну, он просто- кого еще? Он какую сделать? выглядит Он очень реально на маленький. 2 года, он совсем крохотный, то есть очень малюсенький. Маленького роста он. И, да. ну, никак вот. Мы Мы и просто стол просто ставили, да. и Kinect по-разному, и полочки мы разные придумывали. Нет, он не видит его. И иной раз вот еще вот сложность была в том с маленькими, когда вот какие-то задания и вот детали наверху, и они не достают. Даже я, взрослый, на носочки приходится подниматься, когда Подальше тоже... отойти, и Kinect тоже не помогает. А он По-разному всё потом не идёт, видит и и- пишет, ну, А, что уже вернись. далеко. Да, Да. да. И вот эти вот тоже как бы такие начинаются. Были, а так все вроде как способно. С человечком интересно, Да. конечно. Какая-то действительно, вот, там же как-то вот энергетически, наверное, как-то идет, что он там видит. Да? Это у вас, то есть, не один раз было? Нет, это очень много раз. Это было много Только раз, в да. вашей группе? В вашем кабинете. Ну вот я Да, ну кружки, вот мы, да, в кабинете кружок, уже когда с работаем. детьми проводила, и было, и много раз. Я Ольге Николаевне говорила, она сначала не верила. Потом пришла, увидела, Да, что не было. да. Серьезно? Еще такой момент сразу можно, да, скажу. Вот сейчас говорите о минусах, недостатках, какие есть. Вот все это стараемся передавать разработчику, особенно такие моменты, с которыми надо разбираться. Если есть возможность снять на видео хотя бы, допустим, вот то, что он малыша не видит, чтобы понятно была ситуация, как это расположено. Сейчас у всех телефоны мобильные есть, просто на мобильник сняли и скинули просто сразу на e-mail, чтобы уже было говорить о чем-то, детально, конкретно говорить. Так, меня зовут Галина, я тоже живу в детском садике номер 19. Беру своих детей в подготовительную группу, начала заниматься в январе, да, зимой в этом году. Взяла блок математика, вот, потому что ближе. И задания там для подготовительных вообще самое, как раз вот мне вот то, что понравилось. Вот. Беру по 8-10 детей сразу друг за другом, 3 подгруппы. Ну, что сказать. Мне вообще понравилась система. Все задания, которые были прописаны, я все переработала. Мы вот создали новую свою методичку. Вот. Что еще? Это вот то, что вы теперь показываете, да? Да, Можно да, посмотреть, да. да? Я так думаю, что можно коллегам, наверное, Я- показать, да? Как сказать? На разработчика опиралась большинство. Дополняла своими играми, пальчиками, играми, там, различными другими материалами. Что еще? А вопрос, вот как раз вы говорите, 8-10 человек добрали, проблемы вот не было? Вот, Нет, что у меня- индивидуальная работа, да? Нет, в основном? нормально. Вот А мы смотрите. нашли выход. Вот Да, сейчас да. Галина расскажет. Вот у меня 8-10 сидят, я им даю задание дополнительное, когда мы начинаем заниматься уже с Kinect, с каждым по очереди, они у меня делают за столами какое-нибудь задание, соответствующее тематике занятия. Ну, чтобы они не отвлекались. Чтобы не отвлекались, и это очень помогает. Вот, они заняты, они сидят спокойно, да, и смотрят заодно на доску, кто делает, играет. По очереди так подходят, играют. Когда по 2, когда по 1 раз. Потом они очень ждали последнего занятия, потому что я сказала, последнее занятие я разрешаю, вот, какую хотите игру проиграть еще раз, 2-3, если успеем. И они прям ждали последнее занятие. Мы выходили, выбирали уже там же 12 заданий в блоке математики, по 2-3 задания они успели проходить каждый. У меня сложности, в принципе, не было. Вот Ольга Николаевна присутствовала на каждом моем занятии. Да? У нас сложности вот с математикой не было.
Ну да, было вот то, что Генка сказала, то, что вот один ребенок у нас очень шустрый, и он прям не устоял, вот, ну, вот не мог. Не успевает реагировать. Да. Мгм. Мы говорим, спокойно, остановись, подумай, соберись там вот ручкой, все. Вот так. Да, у некоторых темперамент не позволяет. Да. Да, вот Но скорость к концу Наоборот, они ведь настолько мотивированы, что вот идет К концу формирование года он уже определенного понял все, поведения. и все Да. спокойненько вот ручкой все двигал. А так первые разы он был вот так все. Кинек тебя не понимает, он не успевает за тобой. Вот. Да. В принципе, все, я не знаю, что еще сказать. Пожалуйста, коллеги, вопросы? Вот у меня Я представители- только математику брала, все другие я даже не писалась. Не А в планах ближайших, Ольга Николаевна, у вас Ну есть? вот нас какие? заинтересовал вот этот блок реабилитация, потому что, естественно, дети сейчас приходят и достаточно с каждым годом все больше и больше. Я думаю, сложности есть у каждого, как в массовом саду, да, вот это организовать инклюзивное именно образование. И вот конструктор, то есть мы-то еще его не пробовали, но я думаю, что вот можно было бы. А вот в плане разработки методических каких-то рекомендаций, вы хотите математику дальше продолжать двигать в плане Но конспектов? математику, я думаю, нужно будет проработать все, да, чтобы понимать, как бы тут, ну, как бы только промежуточный, я бы сказала, результат. Ну, пока сейчас он промежуточный и будет, потому что у нас пока еще дальние планы там очень-очень дальние. Да, пожалуйста, присаживайтесь. То есть вы собираетесь в этом же направлении, да, двигаться, Да. вот именно вот в конспектах, да, в совместной деятельности? Да. Хорошо, спасибо огромное 19-му детскому саду. Коллеги, пожалуйста, есть у вас какие-то вопросы? Да, вот по поводу услышанного, может быть, что-то, какие-то эмоции сразу сейчас Хотелось захватили? бы посмотреть результат проходки занятий. Хотелось бы посмотреть Да. вам, да? А вы только начинаете? Да? Мы только установили, и только подключили. Вот, у нас программа немножко вот на одном компьютере работает, а на другом не работает. Нам нужно подключить второй компьютер. Ну вот, коллеги, пожалуйста, я думаю, Ольга Николаевна не откажет вам. Да. Они очень радушно принимают всегда, да, гостей. Если вы хотите, например, Может быть, сразу мы, приезжайте. как бы, ну, забегая вперед, мы же планировали какие-то совместные мероприятия устраивать. его. Да, коллеги, мы, наверное, я Не так только думаю... один, да, чтобы сад посмотрел, это какое-то такое мероприятие. Сейчас вот если открытое. массовый какой-то показ, дети это уже устали. Ну, Нет, наверное, не сейчас. Я так думаю, что вот, наверное, сентябрь-октябрь. на сентябрь-октябрь, вот, коллеги, Да, когда у нас так если сегодня- индивидуально, то мы, конечно, могли бы как бы индивидуально показать. Когда у нас сегодня встреча как бы вот будет к концу подходить, мы обязательно с вами обговорим, когда желательно, да, вот вы сейчас сразу вот подумайте, да, сентябрь для вас, да, начало октября, середина, как лучше, да. Сентябрь тоже еще такой вот месяц. Каждый. В сентябре, допустим, чтобы там не затягивать, уже в сентябре посмотреть. Пожалуйста, другие коллеги как считают? 98. 98, да? Я так думаю, что 98-й детский сад тоже будет интересовать система инклюзивная, да, вот как раз та программа, про которую Ольга Николаевна говорила, да, что вот посмотреть бы тоже вот как раз вот этот опыт, да, для деток с отклонением в развитии, да. Вот, пожалуйста, коллеги, кто-то вот еще... Я бы посмотрела опыт работы с аутичными детьми, потому что у меня есть садики такие тоже. А вы какой детский сад, пожалуйста? 43-й детский сад. 43-й детский У нас сад, каждый да? год приходят дети, выпускаем таких и приходят, но вот с расстройствами аутистического спектра очень сложно туда. Им интересен сам компьютер, это безусловно, но чтобы осознанно включаться в игру и понимать смысл, а просто еще... Ну, мне кажется, тут, видите, тут зависит от диагноза. Я сказала, у нас вот у него, например, только Это не речь. основное. Да, это Потому что у нас это элементы. основное девчонное там сопутствующими грубыми нарушениями развития. Вот, например, я пока в рамках реабилитации с работой с компьютером не вижу. Наоборот, хочется от него оттолкнуться, потому что, мне кажется, родители, наоборот, им дома дают все эти компьютеры, телефоны, планшеты, и ребенок только там зависший, но без вот, сознательного подключения. Вот он просто как факт, что там... Ну вот, Екатерина Александровна, вам нужно, наверное, будет как-то это продумать, будет, да, чтобы хоть где-то такое занятие посмотреть. Вот как раз С вы можете детками. вот по желаниям вот этот момент прописать, что вот интересно было бы, например, ну, какой-то вот блок с акцентом именно на детей аутистов, ну, для того, чтобы им Да, если просто вот мне уточнили, спасибо, я сразу вопрос не задала, это не основное, а это вот как... Как сопутствующее. Сопутствующее, причем, наверное, не ярко выраженный. Да. Ярко выраженный. У Но вас они серьезнее, все же разные. серьезнее, наверное, как бы, да, вот патология, да, то есть мы прекрасно Нет, понимаем. Нет, я наоборот больше классическим, с ними хочется заниматься классическим. Еще, пожалуйста, коллеги, вот так вот у вас сейчас желание, может быть, возникло какое-то конкретное занятие посмотреть, каких-то конкретно деток увидеть, конкретный возраст. Пожалуйста, не молчите, коллеги, давайте поактивнее.
Может быть, кто-то из вас хочет поделиться своей какой-то интересной наработкой. Предположим, вот вы разработали тоже какую-то систему, пусть не систему, пусть цикл, пусть несколько, да, занятий это у вас. И вот хотелось бы, может быть, о них рассказать, показать коллегам. Вы, пожалуйста, подумайте, да, у нас сегодня вот такой вот, как бы, как скажем, крупный шаг такой, да, встреча, которая касается и практики, и немножечко теории, и технических наработок, и технических проблем, вот как выяснилось, да. Вот, чтобы к сентябрю действительно мы уже смогли как-то вот и прямые вопросы друг другу задать, и, может быть, действительно успехами поделиться. Вот, кто у нас следующий-то хотел спросить? Да, пожалуйста, давайте, коллеги. Если у вас возможность, пожалуйста, ближе к камере, да, чтобы у нас запись идет сегодня. Так, куда нужно? Здравствуйте, коллеги. Мы вот с Ольгой Владимировной, представители 107-го детского сада. Тоже мы подключились к проекту сетевого взаимодействия, работаем с этой системой только год. Хотя вот на базе нашего сада уже где-то, наверное, 2 года, как мы закупили, но вот вплотную занялись только в этом году. И назвали мы проект свой «Чудо всюду», потому что мы занимаемся и окружающим миром, и математикой. Вот дальше еще расскажу о пробе пера, как музыкальный руководитель у нас опробовала, ну и я сама тоже с помощью конструктора. Так, все по порядку. Значит, цель у нас такая была, как разработка методических рекомендаций по сопровождению образовательной деятельности по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста с включением средств интерактивного комплекса «Играй и развивайся». То есть мы работаем со старшей группой. В следующем году у нас будет подготовительная. Работают 2 воспитателя и я как руководитель проекта. Задачи у нас такие были. Разработать сценарии по блокам «Математика и познаю мир» как итоговые мероприятия. То есть вот я поняла, что коллеги из 19-го сада в повседневной деятельности использовали как в занятии по математике. Правильно поняла, да? То есть обычные занятия. То есть мы как раз задумали как итоговые мероприятия, чтобы все вот навыки дети смогли применить и как раз поиграть вот такую игру, как бонус, скажем так. Стимулировать активность детей на занятиях образовательной области познавательного развития с помощью интерактивных игр, направленных на повышение результатов освоения общеобразовательной программы по познавательному развитию. То есть ни для кого не секрет, что, конечно же, мы хотим добиться каких-то результатов, то есть чтобы мы видели отличия, когда без каких-то интерактивных игр, да, либо каких-то еще средств. И с использованием этих средств наверняка можно предположить, что должен повышаться результат освоения программы. Способствовать смене видов деятельности и процессу снятия напряжения на занятия с помощью игр, управляемых движением рук и тела. То есть тоже блок математика и окружающий мир – это такие занятия, которые достаточно статичные. То есть дети должны много умственно напрягаться, и, конечно, хотелось бы разнообразить эту деятельность и снимать вот это вот мышечное напряжение с помощью вот готовых игр. Формировать у детей старшего дошкольного возраста способность к самоконтролю как необходимого фактора для успешного выполнения учебной задачи. Тоже коллеги уже тут говорили, что для любого ребенка, и даже не гиперактивного, достаточно сложно первый раз встать и понять вообще принцип, да, хотя интуитивно все это не у всех получается с первого раза. Скажем так, вот Ольга Владимировна подтвердит, что кого-то надо немножко, да, и вот успокоить и поставить, мы уже так, тоже прием такой, смотри, чтобы глазок смотрел на тебя, то есть они вроде бы все бегут вот так в доске, да, но надо понять, что нужно встать на определенное место, какую-то определенную точку, чтобы тебя увидели, чтобы твоя рука реагировала, да, правильно и выполняла. Да, конечно. Практика показывает, они потому что хотят сами добиваться результата, они хотят взаимодействовать, да, с машиной. И получается, да? Конечно, развивается самоконтроль, потому что, во-первых, есть звуковая инструкция, которая при выполнении оценивается так или иначе, то есть либо
ты молодец, либо попробуй еще раз. То есть это тоже очень очень важный плюс вот в этих играх мы отмечаем. Ну и обеспечить включение готовых и разработанных электронных дидактических игр в совместную деятельность по развитию познавательных интересов и речевому развитию детей среднего и старшего дошкольного возраста. И обобщить, конечно, как итог хотелось бы опыт работы по проекту для трансляции методических мероприятий различного уровня. Вот наша рабочая группа. Это я, Светлана Ивановна Капустина, и воспитатель и руководитель проекта. Вот Ольга Владимировна Королева, вот она как раз непосредственно воспитатель этой старшей группы, и она занимается блоком математика. Дальше в нашей рабочей группе еще есть Романенко Анна Юрьевна, тоже воспитатель этой старшей группы. Она занимается разработкой сценариев по блоку «Окружающий мир». Ведь у вас четко вы разделили, да, функционал на себя. И вот у нас такой временный член Кузнецова Людмила Сергеевна, она музыкальный руководитель, она заинтересовалась тоже этими играми. Поскольку у нас установлено на ноутбуке, мы можем его переносить, и Kinect тоже, то есть это достаточно мобильный комплекс. Музыкальный зал вообще позволяет прекрасно использовать пространство, то есть можно и детей подальше посадить, если в группе тут возникает немножко проблемы, как расположиться остальным детям, чтобы Kinect не видел, да, столько детей. То есть здесь как раз пространство, оно позволяет и усадить детей, и какое-то обозначение внести, да, то есть все хорошо. Она вот как раз заинтересовалась по блоку музыка, разработкой, но вот с помощью конструктора. Конструктор у нас есть уже, мы закупили его. Потому что когда она просмотрела вот эти все игры, которые на сегодняшний день существуют, конкретно по музыке ничего, конечно, такого нет. Я, конечно, со своей стороны ей предложила игры, касаемые смены сезонов. То есть можно было бы подумать, как включить в деятельность, там, можно включить музыку, пособирать листочки, ну что-то такое. Ну, конечно, у нас все загружены, и конкретно разрабатывать вот это все, думать, там, продумывать, не все люди согласны, да. Конечно, хотелось бы тут облегчить себе задачу и включить готовую игру, но вот она как раз попробовала с помощью конструктора, дальше немножко попозже об этом я скажу. Вот что у нас есть. У нас 2 корпуса. И вот как раз мы воспользовались вот этим предложением от «Играй, развивайся», закупили 2-й комплекс со скидкой 50%, поскольку у нас уже все блоки есть. То есть у нас есть вот этот вот 3-блочный, да, программное обеспечение, окружающий мир, развитие речи и безопасность. У нас есть математика и есть блок-конструктор. Все на обоих корпусах. Ну и, конечно, технические условия. То есть вот на группе, в которой мы работаем, во 2-м корпусе, там установлен проектор, там не интерактивная доска. Если вы знаете, вот, может быть, кто-то из коллег не знает, что не обязательно нужна интерактивная доска. То есть любое полотно, грубо говоря, на которое можно спроецировать. То есть мы вот здесь используем обычную вот эту белую магнитную доску. Нам этого достаточно. Даже телевизор просто. Даже просто телевизор можно. Вот, у меня в кабинете там есть интерактивная доска. Ну, в общем-то, ее, если не целесообразно использовать, то это не обязательно. Вот в том корпусе у нас более такие богатые в этом плане условия. У нас прямо на группе есть интерактивная доска. Но вот, к сожалению, нет инициативного педагога, который это бы начал внедрять и использовать. Вот как-то пока у нас вот такой провал во 2-м корпусе. Так, ну и какие у нас вот итоги, то есть такие небольшие. Поскольку мы вот когда начинали, 1-й раз встречались вот с коллегами на семинаре, не помню, где-то по осени, по-моему, у нас был семинар. Вот договаривались мы, что у нас будет происходить в рамках сетевого взаимодействия. Мы решили, что у нас такой подготовительный период пока идет, то есть пока кто-то закупает, пока кто-то осваивает. Но мы решили, что если мы будем разрабатывать и не апробировать, то это как-то глупо будет. То есть, естественно, надо разрабатывать, сразу апробировать, вносить какие-то коррективы. Поэтому мы вот разработали 5 сценариев вот итоговых именно мероприятий по формированию элементарных математических представлений в форме путешествия по математической стране. То есть вот ребята на текущих занятиях какие-то знания приобретали, и потом у нас путешествие. Мы куда-то едем в математическую страну, к королю математики, то есть у нас введены персонажи. Вот. И как раз мы используем готовые пока, только мы использовали готовые игры. Это не только из блока математика. Даже, наверное, мы из блока математика, наверное, ничего еще и не брали. Нет, там
То есть мы брали даже из окружающего мира, то есть у нас идет интеграция. То есть там не обязательно должна быть игра, связанная именно с математикой. Пусть это будет логика или что-то То есть, другое. в принципе, ее может использовать любой специалист, да? Конечно. То есть у нас, естественно, занятия по математике, и мы включаем туда что-то еще. То есть можно даже в окружающем мире найти то, что будет касаться нашей темы. Поскольку это путешествие, мы как раз вот добились того, что у нас дети максимально двигаются. И они не сидят вообще в статичном положении, кроме как, вот коллега сказала, что мы хотели, тоже задумывали так, что будут у нас делать дети остальные. И мы думали об этом, но пока вот первый раз не сделали. То есть у нас сейчас уже дети знают, у нас есть такой вот скамейка, дети уже сразу туда бегом садятся, и они друг другу помогают в этот момент. То есть вот у нас было такое занятие, как мы ходили на рыбалку с королем математики, и они у нас помогали друг другу тоже отсчитывать те же рыбки. То есть опять же у нас функция контроля и взаимопомощи. Взаимопомощь друг другу тоже развивается. Пытались мы пару занятий снять, есть у нас видеоматериалы. И фото есть каждого занятия, там немножко попозже будет. Разработали мы 3 сценария по ознакомлению с окружающим миром. Тут у нас молодой педагог, ей немножко еще нужна даже в методическом плане помощь, как правильно построить занятия. То есть с конспектами мы тщательно прорабатываем. И немножко нам не всегда удается вот за эти 3 занятия, не очень удачно вписывает, пока она еще может вот именно эту игру. Именно вот как-то вот логику вот эту найти, чтобы оно все органично вписалось. Вот пока мы работаем. Потом вот у нас, как я уже сказала, одно итоговое мероприятие по музыкальному развитию. Людмила Сергеевна разработала с помощью блока «Конструктор» викторину по произведению Чайковского «Щелкунчик». То есть они с ребятами, они с ребятами проходили произведение «Щелкунчик». И потом она сделала, вот, если вы знаете вообще, коллеги, что из себя представляет конструктор, сказать пару слов об этом. То есть там принцип 4 лишний, да, то есть там 4 прямоугольника, на которые загружаются картинки. От 3 до 7 можно выбирать, получается. Да, и нужно выбрать нужную картинку, либо ненужную картинку. И вот как раз Людмила Сергеевна, естественно, там ведь представляете себе, что такое балет, то есть там разные абсолютно есть танцы. Там было на танцах в основном, и название этих танцев есть. И она вот как раз, когда с ними проходила, они как раз рассматривали иллюстрации, слушали музыку, и тут она загрузила на эти прямоугольники, нужно было, звучит музыка, и можно было, наверное, принести, я что-то у нее не попросила. Вот. И нужно выбрать, что это за танец. Там, конечно, активность вообще зашкаливала у детей. Единственное, что, опять же, со всей группой она проводила, и немножко пришлось проводить 2 раза, а то и 3 в какой-то группе, потому что не всем хватило хода. Конечно, они там обижаются сразу. То есть вот тоже такой опыт, я думаю, что можно его и здесь применить вполне успешно. Вот я сама тоже проводила в этом году у нас... Мы проводили игру интеллектуальную Brain Ring для подготовишек. И вот как раз я думала о том, что нужно какой-то сделать конкурс для капитанов. И что-то вот мне пришло в голову, почему бы не использовать, опять же, конструктор, не сделать какую-то игру. И вот я сделала игру «Сохраним лесные богатства», где ребята точно так же должны были выбрать неправильное поведение в лесу. Вот опять же, с помощью выбора очень живо и хорошо прошло. Вот это такие у нас по поводу разработок. Немножко фотографий. То есть вот как раз-то занятия волшебники. Вот видите, ребятки там вот стоят все, они увлеченно смотрят даже так, как играет другой ребенок. То есть их не надо там особо даже как-то развлекать или чем-то другим занимать. Вот на рыбалке как раз там нужно было поймать, например, 5-ю рыбку или 6-ю. То есть все дети сидели, отсчитывали, опять же мы тренировали счет, а один ребенок ловил. Так, тут вот у нас занятие строителей. Вот как раз это человечек. Но тут человечек у нас нормально себя вел, не забирал детали. Тут я снимала прямо на компьютере, тут нужно
собрать было букет, собирали дети. Вот тут вот они сидят как раз на скамеечке сбоку, и тоже все друг другу помогают. И последнее у нас вот было в этом году занятие космонавты. Тут у нас вот логическая игра используется. Конечно, чтобы все детки поучаствовали, наверное, в этом возникает действительно Да. часто сложность. Ну вот плюсы и минусы, какие бы хотелось отметить. Ну, конечно, самый большой плюс — это интерес и активность детей на протяжении всего занятия. То есть ребята ждут уже, они знают, что если такое занятие, что мы встаем в кружок и начинаем проходить там через воротики волшебные, попадать. Ну, от мотивации, конечно, все зависит. Попадать в математическую страну, там уже дисциплина, такого вообще не встает никакого вопроса. Хотя мы вообще не сидим практически. Там 3 минуты выполнили за столами там задание и дальше пошли по какой-нибудь дорожке, там что-то закрепили опять. Ну, конечно, быстрее усваивать материал благодаря красочному интерфейсу игр. Смена видов деятельности обеспечивается. Конечно, плюс в том, что игры готовые с учетом возраста, голосовой инструкции, оценкой деятельности. Даже педагогу сколько надо голоса, да, пожалеть можно хоть свой голос. Вот развитие с функцией самоконтроля и чувства взаимопомощи, я уже об этом сказала. Ну, конечно, никто не отменял обучение на основе игровых технологий, это тоже у нас очень актуально, да. Ну и, конечно, воспитатель, он становится партнером по игре, то есть тут они уже, дети воспринимают совершенно по-другому своего воспитателя. Совместная деятельность, да, Да. именно партнерская. Ну и вот минусы у нас, ну, я такие отметила, как то, что приходится, ну, поскольку мы это на группе, не как платную услугу, да, проводим, то есть вот так как коллеги мы делим на 3 подгруппы. Ну, иногда, конечно, на 2, но просто численность группы 30 детей, поэтому приходится иногда и на 3 делить. Потом, чтобы разработать путешествие, конечно, это такой трудоемкий процесс, поэтому нужно вот подобрать игру под тематику. Тут вот тоже приходится немножко попотеть. Ну и у нас не получилось полностью реализовать план, потому что форс-мажоры возникали. То на больничный кто-то выйдет, то там еще что-нибудь, то еще что-нибудь. Конечно, мы планировали одно итоговое в месяц, но вышло у нас вот как вышло, так вышло, как говорится. Вот такие. Ольга Владимировна, может, что-то еще добавит. Какие у тебя были сложности? Ну, возможно, сходите, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Ну, сложностей практически таких вот не было. Единственное, что может вот зависала игра, когда дети начинали вот первый раз, когда мы проводили, они же выскакивают, им же всем хочется. Вот, и зависала игра, когда очень много детей, она начинает, и нам приходилось перезагружать эту игру. То есть вот по времени еще, что время ограничено занятие, да, там 25 минут, а тут получается, что вот с этим у кого-то это быстрая игра идет, кто-то понимает сразу, кому-то сложно, то есть у него координация движения еще пока вот он пока поймет, что надо делать, у него обе руки поднимаются, то есть он сразу тоже игра может зависнуть, если вот сразу несколько руками махает. Для детей вот эта вот сложность. Не все могут играть. Да, и затягивается занятие само. Поэтому приходится детей брать, ну вот до 10 человек. И некоторые игры, они очень длительные. И у нас эта игра разделяется на несколько этапов. На несколько человек. То есть один ребенок прошел. До того, как нажать далее, то есть да. мы все несколько детей могут. Несколько детей. То есть игра полностью не проигрывается одним ребенком прям, а несколько детей прямо участвуют. Ну, что еще хотелось сказать? Ну, мне больше нравится, я занимаюсь вот именно математикой, мне больше нравятся готовые игры, чем конструкт. Потому что конструкты там игра, вот как говорится, 4-й лишний, то есть ребенок просто подходит и выбирает то, что ему там, нужная картинка или наоборот ненужную картинку надо выбрать. Это как бы попроще. Потому что в готовых играх там надо не только найти нужное, надо зафиксировать руку и куда-нибудь перетащить. То есть вот это уже сложнее для детей. Поэтому мне больше нравятся вот готовые игры. И как бы, конечно, хотелось, чтобы их побольше было. Интереснее, чтобы занятия
Вот. Ну, Вот у нас есть еще небольшие достижения в этом году. То есть вот занятие волшебники, мы самое первое, мы его вот как методическую разработку переработали, сделали в виде методической разработки с картой совместной деятельности, с приложением фотографий. Мы вот участвовали в конкурсе педагогического мастерства по применению современных образовательных технологий. К сожалению, мы не заняли никакое место, но все равно мы стали участниками. Затем вот это же занятие мы посылали на всероссийский конкурс «Лучший из опыта преподавания», там мы заняли 2-е место. Ну и мы показывали занятия волшебники для курсов вашего института, и тоже положительные отзывы получили. От занятия на рыбалке мы показывали для родителей. У нас существует традиционно в январе неделя открытых дверей, где родители могут прийти посмотреть занятия. Вот, тоже они были в приятном восторге от того, что такое сейчас существует для развития детей. Скажите, коллеги, вот я, кстати, хотела спросить, вот, да, многие, может, подключайтесь, по поводу вот именно взаимодействия с родителями, как родители вообще на это реагируют, какие есть предложения, участвуют ли они вместе с вами, да, используете ли вы, например, вот эту систему как-то вот в мероприятиях с родителями? Может, у нас в прошлом году, вот как раз Екатерина к нам приезжала, у нас, не помню, на неделе открытых дверей или на... Да, то есть мы сделали такое интерактивное пространство, то есть у нас обычно ярмарка еще происходит, то есть как раз и так родители шли, то есть мы воспользовались этим и делали платный символический вход в интерактивную комнату. То есть на базе педкабинета мы делали, как раз можно было пробировать игры, у нас есть еще интерактивный стол, там поиграть с детьми. И вот в музыкальном зале Екатерина привозила конструкторы разные, то есть там еще тоже презентовала возможности. То есть вот тут охват родителей тоже был достаточно хороший. Вот плюс на следующий год мы с Ольгой Владимировной запланировали в начале года на собрании рассказать вообще о том, чем занимаются их дети, каких-то инновациях, да, то есть о наших планах. Ну, реакция у родителей была какая у вас? Ну, конечно, восторженная. То есть, естественно, когда это образовательная деятельность какая-то, то ребенку быть, ему надо, даже есть такие вот дети, вы согласитесь со мной, которые выйдут вроде бы, ну, махнут, да, рукой там, не получилось и убежали, то есть не обязательно им какой-то результат достигнуть. Вот так же получалось больше вот в этой интерактивной комнате. То есть они подошли, что-то там помахали, то есть тут же нету четкой инструкции, указания, что ты должен вот это вот сейчас сделать, да? Ты на занятии находишься, хоть оно там путешествие, хоть не путешествие, то есть должен быть какой-то результат. Тут не получилось, убежали, а кто-то вот, рассказывали когда про гиперактивных детей, действительно заворожило прямо. И вот он всех просто потеснил, кто пытался, и он там стоял и проигрывал все снова и снова. Мы даже сами удивились, и мама его не могла оттуда вытащить вообще. Поэтому, конечно, я думаю, что для родителей вот эти вот в нашу эпоху, когда дети постоянно с гаджетами, для них, конечно, открытие, то, что можно это как-то использовать в нужное русло, туда, куда надо это использовать, для развития, а не просто для развлечения. Потому что хороший родитель, он будет заинтересован в этом. Вот такой вот у нас опыт. Спасибо вам большое. Коллеги, пожалуйста, вопросы посмотрите, да, точно так же, как у 19-й Ленинского сада, да, 107-й тоже больших успехов очень добились, большие молодцы, кстати, в этом действительно плане нужно вас и поблагодарить, что действительно работа у вас огромнейшая ведется. Вот, пожалуйста, коллеги, вопросы, потому что, видите, у людей уже опыт накоплен, да, может быть, кто-то из вас сейчас тоже поделится, или что в планах у вас, да, на ближайшее время, да, как-то вот себе запрограммировали вы. Пожалуйста. Мне так, на мой взгляд, например, здорово, то, что вы еще и музыку захватываете. Ну да? вот мы бы хотели как раз вот в пожелание разработчикам по художественно-эстетическому развитию блог сделать. Вот. Потому что вот желание есть, как раз-таки очень сложно сейчас найти таких вот инициативных педагогов, которые заинтересованы именно не просто в одноразовой какой-то акции, а именно в системной работе с выходом там на проект или еще на что-то.
И очень тяжело, все время находятся какие-то отговорки, очень сложно так работать, чтобы достичь какого-то результата. Поэтому мы, конечно, в следующем году у нас подготовительная группа, мы хотим дальше продолжать это Конечно, все у всех делать. педагогов сейчас и загруженность большая, да, потом очень многие даже себе как-то вот сами признаться не могут, что вот это как-то вот с техникой я не очень дружу, да. А у нас как освоить раз-таки это наоборот. тяжело. Вот педагоги, на которых вроде бы в жизни можно положиться, они как раз говорят, я с техникой не дружу. Вот, а молодые девушки вроде бы потенциальные, тяжело вот как-то саму себя, наверное, как-то найти и организовать для того, чтобы какой-то общий продукт получился. Ну, вот мы хотим оформить проект этот, то есть мы еще вот вроде бы как задумали как подготовительный этап, но все-таки разработали, уже вышли на то, что проекты надо разрабатывать уже, все оформить это, чтобы это у нас было, с приложением всех вот этих вот конспектов. Вы на презентацию, пожалуйста, сбросьте, хорошо, и Ольга Николаевна тоже, да, потому что хотелось бы тоже, как бы, да, еще раз детально рассмотреть, все посмотреть, да, как бы вот на будущее, да, о потенциале каждого детского сада. Пожалуйста, коллеги, если нет вопросов, да, кто у нас следующий хочет выступить, еще рассказать, пусть даже без презентации, просто расскажите, как вот работа идет, пожалуйста. Пожалуйста, коллеги, не стесняйтесь, мы же здесь все педагоги, дошкольники, ничего страшного нет. Можно с места? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вы только еще как вам удобно, да, вот мы когда собирались весной со Светланой Александровной, да. Мы сказали, что у нас еще вообще ничего нет, то есть нас как бы заинтересовала тема, и мы решили поучаствовать в проекте. Значит, когда с Екатериной Александровной созвонились, мы сначала закупили тоже блок «Познавательное развитие, окружающий мир». И мы как бы разделили, да, работу на работу с педагогами, на работу с родителями, чтобы перейти на работу с детками. С детками, на работу, конечно, с педагогами больше времени ушло, да, мы там анкетирование проводили, потом мы запланировали встречу, семинар с Екатериной Александровной, мы там приезжали, куда были приглашены не только наши сотрудники, но и сотрудники всего района по дому, и родители мы тоже приглашали, да, то бишь они могли посмотреть, поучаствовать, поиграть. Но те родители, которые не смогли прийти вот на семинар, мы сделали как круглые встречи, круглые столы. То есть я выходила сама на собрание, приглашала вот их, как вот говорили девочки, трудили, типа интерактивной комнате, а у нас был музыкальный зал. То есть мы туда спускались, родители могли поучаствовать, поиграть. Конечно, у родителей было разное такое отношение. Кто-то сказал, даже не знали, что такое есть здорово, что вы это приобрели и будете использовать в работе с детьми. Кто-то сказал, и так уже много всего этого компьютерного дома, зачем это еще и в садике, лучше традиционно работать с бросовым материалом, то есть отношения разные. Но большинство как бы нас поддержало. Поэтому мы как бы решили использовать. И вот в этом году мы как бы опробировали некоторые игры только в игровой деятельности с детками. То есть коллеги, я смотрю, уже кто-то платно, да, использует, но опыт уже большой, потому что кто-то вот на занятиях разработан в конспекте. У нас только в игровой деятельности использовали с детьми. И ну, результаты детям, конечно, нравится, тут говорить нечего. Опять же, вот как говорят, что педагоги, да, хотят, не хотят. Действительно, очень тяжело, и к всему вот новому очень тяжело привыкнуть. И тем более начать как бы работать. Поэтому у нас как бы наработки есть. Работать мы начали. Я думаю, что в перспективе у нас в этом году идет как бы работа внедрения этих игр в образовательную деятельность. Да? Я думаю, то есть пока у вас именно игровая, да, в разных режимных моментах, да? Да, только в режиме. У нас больше знакомства еще пока. Сами дети еще знакомятся, и детей пока еще. Да, поэтому но у нас вот проблемы как бы в основном да, технические. Мы как-то никак и сами-то не можем, не знаю, может, мы сами гиперактивные, почему-то у нас не может не играться пока сами, да? Вот, например, для меня первое время было сложно это все включить. Ну, первое время. То есть настраиваться я очень долго сама соображала, как это все делается, с компьютером. Но я думаю, что это, наверное, коллеги, нормальные явления, да? Да. Когда это серьезная техническая, мне кажется, вот это, чтобы установка. было до автоматизма. Включил все, настроил, и все, и ты можешь уже как бы, включить образовательную деятельность. Это должно быть. Да, но вот и проблема тоже, что у нас детей не видела. Сейчас тоже у нас был семинар районный, и мы хотели показать, вот именно, там вот игра есть командная, да, например, по водному транспорту. Надо было разделить, да, там найти водный транспорт, стрелочка крутится, и потом меняется, значит, человечек, и можно, ну, как продолжить игру. Как командное соревнование мы хотели сделать. Но вот игра объяснит и детей, то есть, например, стоят взрослые, мы хотели как команда взрослых, так команда детей. Взрослого человека видит игра, тонко не видит, хотя ребенок 4-5 лет, то есть по возрасту он должен видеть.
То есть мы уже коннект поднимали, опускали, и отодвигались. Потом такое было, что заливается ладошка, но не перетаскивает, зависает. Перезагружаешь, потом начинает играть. Захватывает еще вторую руку. Да, и захватывает еще вторую руку. То есть вот такие вот моменты, и вот действительно на открытых занятиях мы побоялись использовать, не стали брать, заменили обыкновенно музыкальные паузы и все. Хотя вот такой вот вариант интересный. То есть у нас вот такая проблема. И у нас еще проблема как бы технического, потому что ключ стоит на одном ноутбуке, а когда приехали устанавливать, то все ноутбуки, которые на группах, они малой мощности и не тянет. И получилось, что мы загрузили на ноутбук, которым пользуется учитель МГП, музыкальный руководитель в физической культуре. То есть он все время у нас занят. Да. Взять его на группу, чтобы поиграть, да, здесь нет, почему у нас получилось в режимных моментах. Вот такая проблема по первости, кстати, у многих садов была, что вот на какой компьютер загрузить. Все решали в детских садах, как это сделать. Да, чтобы действительно как-то доступность была потом шире. И вот теперь как бы следующий решили вопрос, уже мы шли в период, мы купили свой ноутбук, то есть мы уже убрали с этого ноутбука, теперь надо музыкальному руководителю и физинструктору, чтобы этот вот у нас именно ноутбук был только на по группам. Как бы решили проблему, может быть, будет какой-то результат. Вот интересный вы фактор сказали про родителей. Ольга Николаевна, да, вот у вас такие были интересные реплики от родителей, что лучше занимаетесь Мы традиционными. первоначально же, вот вы помните, когда были федеральной стажировочной площадкой, у нас были вот эти рейбуки. Родители даже на них ведь негативно реагировали. Вот как раз Галина Анатольевна занималась и начинала вот с этих рейбуков. Потом, когда вот мы приобрели эту систему, и вот, например, как мы на платные услуги, мы провели фестиваль «Радуга услуг». И рекламировали все наши платные услуги, какие есть, да, и в том числе вот «Играй, развивайся». Естественно, реакции разные у родителей. Я их понимаю, например, я сама родитель, да, мне бы тоже, наверное, не хотелось, да, они и дома найдут, где максимально себя погрузить, да, в это пространство интерактивное. Конечно, вроде хочется чего-то живого, поэтому вот я говорю, мы искали, да, где можно это использовать, чтобы это был не перегруз и не во вред, а чтобы была действительно и польза, и большая польза. Катерина Александровна, вы вот как думаете, если вот с родителями возникают вот такие, да, недопонимания, как можно смотивировать? Только показ, может, их как-то самих подключить, рассказать? Ну вот мы так и делали, они сами попробовали, поиграли, поняли, потому что, в принципе, это для здорово. многих родителей, наверное, это такой же гаджет, по большому счету, да? Только очень большой и нестандартно работающий, да? То есть вот как-то действительно, может быть, родителя, да, не совсем, может, компетентного как-то вот надо сориентировать. Ну, я тоже считаю, мнение у каждого человека свое, тут уже как заложилось, да, отношение, допустим, к технике. Я как родитель, например, тоже мы категорично против гаджетов, мы не показываем мультики, у нас строго с этим стараемся минимизировать вот все это. Но при этом, когда, допустим, ребенок использует это во благо, да, то есть в образовательном ключе. Да, от этого все равно не убежишь, все равно будут технологии развиваться дальше. И ребенка от этого не спрячешь. А когда вот получается это подается с таким, причем когда педагог ведет ребенка, да, не так, что ребенок включил мультики и смотрит то, что ему YouTube предлагает, ну, грубо говоря, да, с рекламами совсем. А тут под четким контролем, то есть это совсем другая подача. И вот если вот это понимать, тонкую грань, то я считаю, тогда и отношение будет другое. Дома все равно родители не могут предложить детям как раз вот именно образование. Всегда проблема. Ребенок пришел, чем-то займись, да и отдохну, или там займись домашними делами. Да, ну чаще всего так и происходит. Мало кто может вечером еще уделять ребенку время для вот именно образовательной какой-то совместной деятельности. Вот в этом есть проблема. Я вот хотела спросить еще вот и вас, Екатерина Александровна, а бывают случаи, когда не детский сад, например, а вот именно вот семья закупает? И когда родители сами закупают? Интерес у нас периодически возникает такой, вот, и мы даже пытаемся с разработчиком какую-нибудь такую программу для физических лиц, да, разработать. Но тут больше акцент у нас был на разговор именно с многодетными. То есть они готовы закупать, ну, то есть детей много, дорогостоящее какое-то оборудование. Вот. И вот больше вот как-то вот в этом направлении. Пока только на уровне разговоров это все и заканчивается, потому что все-таки... А мне кажется, это, коллеги, очень интересная идея. Вы посмотрите, у нас вот даже сейчас материнский капитал, да, можно направить, например, на образование. Вот если как-то так вот раз, такой бы интересный бы проект, да, действительно, вот система есть интерактивная, да, направлена на образование. Почему бы не, да, это будет дорогое удовольствие, но может как-то вот родители бы как-то нашли, изыскали, действительно. Мне кажется, контакты вот именно были вот с этой стороны, от родителей, ну, вот именно
я была тоже какое-то первое время сначала удивлялась, что родители домой хотят. А Xbox же все покупают, да? А тут получается аналогично, только это на развитие идет, не просто на развлечение. Да, не как Вот развлечение. как бы фишка-то в том, что пытаемся компьютер превратить из развлечения в развитие. Плюс объясни же не такое излучение, как, допустим, от компьютера, там не непосредственно ребенок сидит вот здесь, да, портит свое зрение, а тут все-таки расстояние приличное. И ты действительно понимаешь, как бы, да, что эффект основной образовательный. Говорят, они сидят все время в планшетах, где везде, тут Да, еще ну, когда большой родители планшет. информацию показывали, конечно, убеждали. Убеждали, да? Спасибо. Коллеги, пожалуйста, кто еще у нас представители других детских садов? Пожалуйста, не стесняйтесь, расскажите. Раз уж у нас, вот видите, с вами целый год прошел, да, какие интересные у вас есть наработочки, какие есть успехи. Или, например, может быть, есть какие-то загвоздки, вот застопорилась, не идет работа. Давайте мы для этого и собрались, коллеги, чтобы обсудить, какие вот есть сложности. Пожалуйста, коллеги, кто у нас еще не выступал? 98-й? Ну, у нас проблема в том, чтобы установить по-хорошему и работать с ним. Мы просто даже не можем начать с ним работать. Ну, Вот то это мы проблема. завтра я к вам приеду. Да, и мы переждем. Да. Мы с вами подключили один раз, попробовали, нам понравилось. И детям один раз это включали, но дальше у нас пока еще не зависит. Мы хотим Потом начать очень бы, коллеги, хотелось, если, например, у вас будет возможность пригласить, например, да, вот Екатерина, понятно, как бы, да, вот как представитель, как дилер, да, компании приезжает, мы бы с Анной Владимировной с удовольствием бы тоже приехали бы, посмотрели, как у вас строятся занятия, может быть, именно даже вот по структуре занятий можно было бы с вами поговорить, может быть, где-то как-то вот выстроить и с точки зрения современности, все-таки, согласитесь, коллеги, да, ввести в образовательный процесс систему «Играй, развивайся» и сделать это занятие еще и современным, да, чтобы как-то оно у нас и в ГОС соответствовало, да, какие-то основные моменты. Все-таки вот за это мы тоже как-то, да, в ответе вместе с вами. Да? И если, например, мы будем с вами методические рекомендации как-то вместе компоновать, либо по, вот мы уже вот думали тоже с Анной Владимировной, с Екатериной Александровной, как лучше, если, например, вот мы систему занятий будем собирать, циклы, да, как мы их разобьем. Да? То есть, например, это для деток с УВЗ, окружающий мир и математика. Может быть так, да, вот соберем потом ваши наработочки. Либо каждый детский сад все-таки будет делать что-то свое. Вот у меня к вам сразу такой вопрос, коллеги, как вы считаете, как лучше сделать? У каждого детского сада будет наработка своя, да? Или мы разобьемся на вот какие-то направления, чтобы объединить? Пожалуйста, как вы думаете? У каждого сада свое, да? Как-то уже все какую-то нишу свою. Согласна, да, потому что действительно труд большой, но я думаю, может быть, вы как-то вот захотите с кем-то объединиться еще. Пожалуйста, кто у нас представители каких садов еще? Тихо сидят у нас, молчат. 43-й детский сад. Да. У нас... Может быть, вы выйдете к нам, пожалуйста. презентация. Ничего. Вот, просто видите, коллеги, у нас для других садов идет запись, да, чтобы действительно было слышно. Да? Вот, ничего, не стесняйтесь, выходите. Нам нужно работать с публикой, да? Меня зовут Третьякова Татьяна Михайловна, я представляю 43-й детский сад. Я педагог-психолог. И изначально я присутствовала у педколледжа, была, да, презентация вот вашей этой системы, мне она заинтересовала, понравилась, и я руководству нашему рассказала, и, собственно, мы пригласили Екатерину Александровну и приобрели на наш детский сад эту систему. У нас комплект тоже состоит из окружающий мир, безопасность, развитие речи и конструктор приобрели. И сразу было оговорено, что так как я инициативу проявила, значит, это под мою личную ответственность и в кабинет психолога будет. То есть у нас педагоги с этой системой не работают. Вот вы, если рассказываете, что вы педагоги работаете, то в нашем конкретном саду работаю этим я. Конструктором еще не пользовалась, у нас система только еще год. И тоже, получается, 2 сезона. В прошлом году и в этом году я использовала в своих коррекционно-развивающих занятиях. Методические рекомендации свои какие-то еще не составляла, просто в своей непосредственно повседневной работе каждый день, работая с разными возрастными группами, по коррекции использовала отдельные игры, включала в свои образовательные. А вы в каком корпусе, простите, работаете с 43-м? У нас школа только в одном корпусе, на Карла Маркса. Да, Карла Маркса, да? Вот. И как получается, я тоже не весь год работаю с этой системой. У меня первые полгода идет диагностическая работа. По всем возрастным группам я определяю для себя группы риска. То есть те детки, которые
как правило, отстают в развитии, не соответствуют возрастной норме. И вот эта система, она позволяет их вот максимально заинтересовать. Как правило, потому что они безучастно сидят на занятии, особого интереса не проявляют. А я как человек, выделенный для того, чтобы вот с ними отдельно работать, и используя вот эту систему, заметил, что она эффективна, они к этому приближены, очень быстро включаются, соображают, причем реплики-то сразу вот это, почему понимаю родителей, которые отказываются принимать подобную систему в детском саду, потому что на занятии очень часто детей говорят, у нас-то дома игр много, а таких нет. То есть понятное дело, что ребенок бесконтрольно в течение, вот вечером его привезли с садика, и он бесконтрольно там все где-то играет, сам закачивает. Говорит, а как можно, где в интернете можно закачать эту игру? Я бы вечером пришел, дома закачал. То есть дети у нас настолько продвинутее нас, и они бы с удовольствием, если возможность где-то была, они бы ее скачали. Скачали бы. Причем один ребенок из подготовительной группы сказал, я, говорит, весь интернет перерыл, там что-то у меня не загрузилось. И я так поняла, что он где-то там искал, но не нашел в открытом доступе ключи, потому что нужны. Может быть, какие-то демо-версии это и есть, но вот чтобы она играла так, как у нас на занятии, получается, что у него того не получилось. Но русские хакеры считаются самыми лучшими. Да, причем уже с дошкольного возраста. Что касаемо вот недостатков, как уже отмечали другие коллеги, это охват. Я работаю только вот, у меня микрогруппы, то есть дети до групп 5-7 детей, максимум до 10, больше 10. У нас даже 9, когда было, очень сложно было организовать, потому что Екатерина Александровна видела, кабинет небольшой, у нас не доска. Мы работаем, я конкретно работаю с ноутбуком, да, с ноутбуком вот с этим, в рамках 1,5 метра как раз с ноутбуком видно все и удобно, доска не актуальна в плане движений. Тоже, то есть получается маленькие группы, и, как правило, я только работаю с теми детьми, вот, которых по моей диагностике в группы риска попали. Другие дети, вот, когда у нас открытые занятия были, я приглашала норму, то есть не выбивающиеся из нормы, они были так заинтересованы, им бы вроде как тоже хотелось вот такие нестандартные занятия видеть, но, к сожалению, вот, я охватываю только свои группы риска, с ними работаю, остальных, получается, мы не охватываем. Была бы заинтересована, причем они, когда я прихожу за своими детками, они нас возьмете, и те-то приходят в группу, тоже говорят, чем они занимались, что там была такая интересная игра, и вот там можно было подвигаться, и с компьютером. И вот очень много детей, как тоже сказала, вот у вас 400, у нас 343 ребенка, и из них только вот часть, процентов 20 охватывается вот этой системой. Не обидно вам, что вот так вот происходит? А тут адекватное понимание реальной ситуации, что возможности приобрести это на группу нет, и изначально было говорено, что тоже, как вы отмечали, инициативных педагогов нет. Может быть, вы и поделились, используйте как итоговые мероприятия. Повседневно, естественно, не смогут, потому что это вот надо готовиться к этим занятиям, понимать, чтобы логично включить свое занятие, это, чтобы оно не выпивалось. Для повседневного нет, но хотя бы как итоговое мероприятие использовать не получается. Получается, только я использую в своей системе. Сегодня услышала новую акцию, что можно приобрести второй комплект. Возможно, и кто-то, если найдутся инициативные педагоги, готовые к себе в повседневную образовательную деятельность включиться, возможно, да. Минус тоже, как отмечали, групповой. Мы тоже играли. И у нас группа вот именно с транспортом, поделились или нет, да. У нас одна команда играла, а вторая зависла. И мне еще как психологу пришлось ее успокаивать ту, потому что и ребенок такой из числа обидчивых очень-очень. И он завис, у него не получилось, он не достиг результата. И, собственно говоря, даже пожалела, что я включила это в свое занятие. Моя задача максимально в состояние равновесное привести ребенка, чтобы он довольный, счастливый, заинтересованный пошел и захотел бы знания получать еще и вот в обычных занятиях, в группе, в массе, да, в своем образовательном процессе. А тут у нас зависло. То есть технически у нас бывает, не звонила еще, потому что каждый день занимается и забывается. Надо отмечать галочками, видимо, и созваниваться сразу. То же самое, как уже озвучила, и с зеленым человечком у нас было подобное, причем с конкретным одним ребенком, не на всех. Вот у нас есть маленький ребенок, я тоже почему-то думала, что может энергетически вот как-то от нас импульсы исходят, и Kinect воспринимает одних, у кого энергетика мощная, может. Вот есть ребенок, он сам по себе очень такой вяленький, такой неактивный, бледненький. У меня такое ощущение, что его и просто и не видит. И у него настолько... Да, происходит. Вот как-то я так с точки зрения физики пыталась объяснить, потому что именно на одном ребенке все время зависает. Подошел другой, все его активно сразу видно, и он начинает вместо него выполнять. И опять же, у меня этот ребенок, который и так, вот он
щупленький и вяленький, и его еще не увидела, и он весь расстроился совсем. Все, у него в следующий раз желания вот в эту игру нет. Наверное, действительно, коллеги, у нас у каждого с вами энергетический какой-то Да, посыл, как-то да, я еще как психолог для себя тоже энергетический. определила, что, видимо, энергетики у него недостаточно, что его не видит даже вот на маленьком расстоянии, не определяет его кинект. Не знаю, странно как. И человечек у нас. Но это я списала все на погрешности техники, потому что она имеет свойство запоминать. Вот кто-то вышел, показал, вот у него энергетически, видимо, более сильный поток, его запомнила, он ушел, следующий пришел, а предыдущий еще зеленый человечек остался. У нас было такое, но не часто, там пару раз только бывала такая ситуация, что то есть одновременно проецируют двух людей. Я так Он видит того, кто вышел, и старого тоже. Я так думаю, что предыдущего, да. Мне кажется, вот как вот у нас с электрическими позвать. Нет, я реалист просто в этом плане. Как у нас есть с электронными термометрами, вы знаете, что они имеют свойство запоминать предыдущие результаты и не всегда правильно показывают температуру. Бывает, что вот в памяти электронных устройств они запоминают. Я также вот для себя с Kinect определила. Техника все-таки, она техника и остается. Ирина Александровна, что вы скажете? Не знаю, я потусторонние какие-то чувства. Ни в коем случае потусторонние нет. Я так думаю, что имеет свойство запоминать. То же самое, вот как с другими техническими устройствами. Оно запоминает предыдущий опыт. В общем-то, может быть, там где-то подвисла система. Компьютеры все знают тоже. У нас такие слабенькие, мощность слабенькая. И, видимо, где-то оно запомнило и на этом заострилось. Собственно говоря, наверное, по «Играй и развивайся» все озвучила, если есть вопросы. Скажите, пожалуйста, а вот вы вот сами, вот ваш кабинет, да, я понимаю, может быть, не всегда, конечно, кабинет психолога, вход так вот свободен, скажем так, но педагоги не приходят другие, просто вот посмотреть, другие. Мы презентовали систему, вот если вы говорите про родителей, мы когда презентовали систему на педсовете и как мастер-класс был с использованием этой системы, показали, каждый мог попробовать, у нас педагоги восприняли как-то так. Очень настороженно, да, и они боятся, что это опять на них повесят, и очередной раз, вот, ну, раз она занимается, пусть тогда занимается. Так, тоже не то, что как родители, а педагоги сказали, лучше в традиционном формате проводить, и так технических этих так много, и еще мы на своих занятиях будем. В итоге ребенок 24 часа в сутки будет находиться вот в этом информационном потоке, перегруз, и вот как-то так очень настороженно восприняли, хотя вот я, например, была в восторге. Тут надо понимать, как правильно Екатерина Александровна отметила, тонкую грань. Можно это хаотично использовать, а если четко понимать, с какой целью это использовать. У меня вот конкретная цель. У меня детки по группе риска — это те, у которых слабо развиты познавательные процессы. Внимание, память, мышление, волевые процессы. И вот как бы развивать произвольность. Я тоже вижу динамику с детьми, которые сначала вот очень хаотично пытаются все охватить, и тут в конце года я ощущаю уже, что у них есть это более внутренний такой стержень возникает. Так, собрался. Некоторые даже вслух, у них же есть внутренняя речь, точнее, сначала она речь для окружающих. Они вслух вышел, соберись, Дима, давай вот сюда ладошку, держи, и уже другие поддерживают. Давай вот подержи, еще немножко подержи. Видишь, последний палец загрузился. И они вот взаимопомощь тоже, как 107-й сад сказал. А у нас, на моих занятиях, они все вместе. Не так, что один работает, а другие. У них есть система контроля. Давайте все внимательно посмотрим, правильно ли выполняет Дмитрий, да, у нас. Или где-то он ошибся. А кто заметил ошибку? Некоторые же не замечают. И молодец, вот смотри, самый внимательный мы определяем по итогу занятия. Сегодня самым внимательным был Ваня. Ванечка у нас, смотрите, как постарался. Сегодня у всех заметил ошибки, еще подправил. Ну, в общем, все включаются в эту совместную деятельность. И, получается, и контролируют, и поддерживают, и взаимовыручка. Вот когда с этим загружается ладошка, покраснеет, да, они все это поддерживают друг друга. Еще вот хотелось поделиться, так как я вот понимаю, для чего использую эту систему. Было интересно, Екатерина Александровна в этом году она предложила еще и помимо вот системы «Играй и развивайся», ноу-хау тоже разработчиков, система на Ураш, экспериментальная лаборатория. Дети это другой разработчик, да. Да, это другой, да, я думаю, что это из одной же системы. И вот мы теперь чередуем, я чередую на занятиях вот эту систему «Играй и развивайся» с этой экспериментальной лабораторией, тоже для развития познавательной речевой сферы. Это просто вот находка. Но надо четко понимать, что это надо. Это цифровая лаборатория, там Скажите, да, в ней получается 8 кабинетов. 8 кабинетов по разным физическим явлениям. Можно то есть, если мы говорим про поисково-исследовательскую, экспериментальную деятельность, и если это развивать, вот, и это прям вот такие
Натуральная лаборатория с датчиками. Плюс Да. такой ящик Да. у каждого, по каждой лаборатории. теме, например, электричество, своя лаборатория, свои датчики, там, измерения силы тока, либо если... Свет. Мы Пульс, детям, там, мы то с есть детьми ходили по 8 всему направлений. кабинету и изучали, где какая освещенность, в шкафу, под столом, в коробке как будет, а если мы шторы закроем. Ну, то есть настолько это интересно детям, особенно вот иметь, если представление, с какими детьми я работаю, это те, которые вообще не заинтересованы. Они, как правило, отстраненную позицию, и тут они с этими датчиками, исследования все целое проводят. И, Это собственно все говоря, да. подключено к компьютеру, там, получается, в программе герой, который озвучивает, Ученый, помогает, да, ребенок, ученый. Нам-то предложили. Да, я тоже что-то не поняла, почему Очень мы интересная пригласили, а кого-то обошли. Это буквально даже полгода-то, наверное, еще нет, пару месяцев, но так как попало, вот у меня первые полгода с сентября по декабрь я занимаюсь исключительно диагностикой, выявлением групп риска, и только вот занятия у меня с января по май проходят. Получалось, что помимо вот этой системы «Играй и развивайся», у меня подключились еще вот это экспериментальная лаборатория. У нас Если ко мне вопросов нет, Сколько стоит? Да. Чего Мы- написать, спасибо звонить? большое. Мы занимаемся сейчас не только игрой развивайся, мы поставляем вообще оборудование, да, то есть интерактивное, конструкторы, многие знают, что мы полигоны, Дошколка.ру, наш партнер, здесь мы в республике поставляем тоже их конструкторы. Вот и одно из наших, ну так вот, когда получается перед Новым годом новый товар, вот эта система цифровая лаборатория на Ураша. Ну, мы всем как бы об этом не можем рассказать, у всех у нас очень много интересных товаров. Обычно, когда звонят нам клиенты, мы там предлагаем, да, что-то интересное, новенькое у нас появилось. На нашем сайте играйразвивайся.рф вместе по-русски, пишите, без пробелов, без ничего. Всегда есть все наши товары, новинки, вот. Ну вот цифровая лаборатория на Ураша, она такая, как бы, много интереса вызывает. Причем там можно, вот 43-й детский сад полностью, все 8 направлений, да, закупил. Это полностью там электричество, магнитное поле, Свет, температура. да, то есть вот 8 таких Звук еще изучали. Звук, Очень да. понравилось. Они же шумные ребята, а как создать тишину? Достичь того эффекта, чтобы была максимально тишина. И получается ли тишину? Вот, и, то есть полностью вся цифровая лаборатория, она сейчас стоит 90, ну, в общем, до 100 тысяч, там, 90, ну, не помню точно цену. Ну, короче, с 90 до 100 где-то вот такая цена. 98, 92 800. В общем, не буду обманывать. Ну да, это 8 блоков. Но есть возможность взять, допустим, минимум 4. В 2 раза меньше там цена. Ну, то есть можно варьировать, смотреть, все индивидуально ко всем подходим, в принципе, стараемся под всех, ну, Отличная всем... идея, мне кажется, в плане исследовательской деятельности. Восьмой садик тоже у нас показывал нам открытые мероприятия для старших. Вот они, да, тоже. Да, очень интересно. Причем вот если вот игра развивается там в основном познавательное речевое, то у нас технические, например, направления науки как-то... Мальчикам, наверное, особенно интересно. Да, тут акцент на физических явлениях, и очень здорово, Что есть туда такая входит? возможность. Туда входит программное обеспечение и такой, ну, получается, по каждому направлению свой ящик, грубо говоря, с датчиками. Получается, датчики, что-то Для еще. экспериментирования различные колбочки, там, ну, в зависимости от какой... Плюс математическое, естественно, Тоже на один ноутбук установлен. Да. Можем носить. Да, ну а смысл его на многих? Потому что датчики, они все с USB-портами, они подключаются. Там к уже без компьютеру. Kinect? Это вообще, Kinect, это вообще... Вообще не имеет никакого отношения. Да, это Я так совсем думаю, что другой больше, разработчик, наверное, это есть совсем другой опытническая продукт. исследовательская деятельность, наверное, да? Замеры вот эти, мне кажется, это будет очень деткам интересно. Я вот так вот сейчас вот думаю про Если мы себя. просто про инновационные Интересно было бы и нам за технологии него, с вами наверное. говорим, просто не могла обойти стороной сказать, потому что после «Играй и развивайся» для меня это вот вторым открытием стало таким серьезным, интересным, причем вот с технической точки зрения. Ну, это достаточно такой новый продукт сейчас, да, на рынке, вот, популярный, такой набирает. Ну, кто вот еще пока не знает, мы все планируем тоже к какому-то мероприятию привести хотя бы, может быть, часик, чтобы презентовать на каких-нибудь выставках. Вот. Ну, это уже, я так понимаю, все. И замеры звука, света, да? Да. И то, что им так интересно, там могут, например, даже опять микрогруппы, не один, не индивидуально, а вместе они ходят, с датчиком этим исследуют. Вопросы сами для себя
постановка задач. То есть не мы перед ребенком ставим, изначально мы какую-то первоначальную задачу ставим, а потом он уже сам перед собой ставит. Если мы говорим о новом федеральном гособразовательном стандарте, вообще идеальный вариант, что он сам поисково-исследовательской от начала до конца вот все эти этапы. Поставил задачу, нашел, проэкспериментировал, гипотезу подтвердил, не подтвердил, когда мы там. Отлично. Ну, вот посмотрите, коллеги, да? Совершенно другой склад ума ребенка. Ну, просто сегодня мы тут собрались про «Играй, развивайся» говорить, поэтому как бы в целом вообще мы занимаемся поставкой оборудования, игрушек, и индивидуально очень много работаем. То есть, допустим, если чего-то у нас нет, то мы по индивидуальным заказам также работаем. Поэтому если у вас какие-то вопросы или просто хотите что-то приобрести, можете позвонить, проконсультироваться, мы расскажем, какие есть новинки, потому что тоже постоянно какие-то новые, вот особенно в этом году новые партнеры появляются, все предлагают свои какие-то новинки технического характера. Сейчас у нас появилась новая из оборудования, это интерактивные доски российского производства, и у них есть очень интересное предложение «Мобильная доска». То есть мобильные интерактивные доски, они дешевые, 15 тысяч стоят, но они реально, получается, можно в каждую группу закупить, там тоже датчики, такие как бы для сада, например, не всегда же вот купили, поставили дорогую доску в группу, она не используется. Да? Вот. Полным функционально не используется. Да, потому что она дорогая, и там очень большой функционал. А закрыть, возможно, хотели, допустим, какие-то минимальные задачи по интерактивной доске. Вот. Такие есть решения. Очень много интересного всего. Вот. Если какие-то конкретные вопросы есть, тоже и при этом игрушки, интерактивные конструкторы, вот эти наши дроны, которые сейчас очень популярные. Да, разные гиганты, и большие, и маленькие, да, когда можно домик собрать и в него забраться. Большие гигантные конструкторы. По возможности у нас в прошлом году, пока они были, вот мы приезжали, 107-й детский сад на открытое мероприятие с родителями, 19-й тоже приезжали, чтобы детки могли поиграть хотя бы так. Вот в наш детский сад 87-й приносили в группу, чтобы детки посмотрели, поиграли. То есть по максимуму пытались использовать это оборудование, чтобы оно у нас не стояло, не лежало между уровнями, пока оно у нас тут было. Так что, пожалуйста, коллеги, кто еще может что-то рассказать о своих каких-то интересных наработочках, пожалуйста. Сегодня иссякли, да? Услышали коллег в планах. Теперь давайте, коллеги, о планах. Давайте сделаем перерывчик, коллеги, небольшой. Хорошо, посмотрите. А потом, я так думаю, что видите, как мы оперативно, так быстро, да, с вами. Давайте немножко походите, можете кофейку выпить у нас там в автомате. Я не знаю, как мы закончим. Я конструктора уже раньше. Я вам принесу садик. А чего? Телевизор или случайно? Там уже где-то после 20 жили Надежда Николаевна. Нет, да, телевизор. Человек сидит с компьютером. Ой, играть. Я наиграю, понимаете, как играть. Работать, чтобы человек а они тебе назад наоборот очень хорошо. Да, у нас на сайте несколько минут вы можете посмотреть, там есть расписание подробно. Для нее нужна доска или доска тоже нужна. Но смотрите, на ноутбуке получается, там, если вы хотите, например, то есть изображение, чтобы привести самый интерактив. Так уже вот это, да. Вообще, как бы, не знаю, мне посмотришь, мне детский сад, они вам, скорее всего, просто на ноутбуке используют, что
сразу теперь на экране рассказал. И методически, естественно, есть единичка, где можно, допустим, не просто какой-то контекст, чего это там. Хорошо. Поняла, что потому что жизнь изначально не дожила. План у нас есть, начать что-то делать. И вот первый этап сначала решили начальника изучать скрипты, и как-то потом это как-то у нас вроде как бы дали задание, определили сроки, но немножко накладывалось одно на другое, другое и так далее, и в итоге те, кто вот этим занимался, грубо говоря, ничего не было заниматься. Владимир, еще кто это, то есть там только два педагога, они сделали два занятия, каждый по конспекту, и в принципе все. Ну, у них нет особого интереса вообще к использованию системы. Использовать вообще как-то все эти получили всего, человеческий фактор. Вот сейчас это как раз уже было необычно. Я просто изучила все игры. Стареньком, почему тоже игра на старом, мне нравится писать. Но писать вроде пока нет, но просто то, что он устареет, да, и мы не сможем, например, использовать эту уже купленную нами игру, например, в другом чему-то. Просто вы не скажете, сейчас ну, как бы это понятно, что техника меняется. Просто надо будет установить составы варианты, ставим, разработчику об этом сообщаем, что да, конечно. Обычно лицензия точно так же увидится, что много не полетел в лицензию. Я просто раскидала, что пользовались разные идеи. Что вы можете занять? Вот то, что у нас есть, я примерно раскидала, примерно связала с теоретическими идеями, и я их примерно раскидала по группам, получается, нет, по 4 обучения, начиная с занятия, на весь учебный год. Хочется, конечно, начать просто хотя бы на следующий год бесплатные занятия, потому что что ей больше руками, да, что делать, изначально поэтому надо какое-то время все хотела начать.
вот есть соседние такие. Может где-нибудь, если возможно, начальник в кабинете как-то сделать перестановку, грубо говоря, и присутствовать. У нас доска до сих пор висит. Там же не доска, кинет сам себе нужно ниже поставить. Кинет, он, да, вылавливает движение, ему не важно. Да, просто изображение выше будет, и сам, если кинет ниже, он будет видеть то, что видит кинет. Там куда кинет не ставишь. Просто изображение протокола повесить, если Просто нам нужно то, что проект висит и мешает. Ну, не виду, не знаю. нет, у вас нет, можно поставить женский стол, или Вообще, я посмотрю, как стол так, для себя, я выводу, что кто, допустим, закрепился одним глубоким путем, это прелести, да, вот у них есть результат. вот я тоже думаю о том же, то есть у нас, получается, никто еще вот не взялся просто того бизнеса, поэтому у нас ничего нет. Ну, так если нет, то все друг друга, потому что Если я вот просто сама сейчас не возьму это в свои руки, то получается, ну, у вас может сейчас больше времени в плане. Ну, нет, я в плане того, что группы, когда воспитатели на группе тоже, там еще не главное, желание, да. Основная причина. я уж думаю, если не будет такой курс, что может сейчас какой-то период просто взять несколько людей и просто попробовать, как работать в сути, потому что даже время, когда, например, должен быть, друзья, их разработку. Вот прям чтобы время я уже не математика. Вот у них и тоже. Ну вот потом, да, еще вот эти занятия, некоторые достаточно сложные знания, Да, ну да, больше не решаем, что это получается, вообще мы изучаем, позиционируем систему не то, что целостно, но систему, да. То есть поиграем, мы учили компоненты безопасности, показали, что есть там сама игра, все заканчивается. Пока еще на перерывчике, да, видимо, в буфет пошли. Хотите, чтобы сегодня сказать, если нет, не нужно. Вы тогда мне потом позвоните, когда надо Это Селенцей, хотели приобрести, но не приобрели. Есть еще один. Я нашел на группе. Есть там Я сижу, слушаю. Нужно, да, мотаете на себе, как Да. русские, которые просто можно перестать. Что он вроде поновеет, надо посмотреть, конечно. А обновление вот больше не было. Я же вот это вот связь. Там сейчас же есть кнопочка по обновлению, кстати, проверить наличие обновлений. Он прям подключается и сам автоматически последнюю версию загружается. Если что-то есть, я вчера тоже сидела, что все обновила. Можно, да, английский посмотреть новый. Интересно, если Я надеюсь, у нас работа поняла, что у нас перерыв.
Вам помочь? Давайте. Нет, нет. Нормально? Нет, Розетку надо найти. розеток нет. Все занято. Ну, просто может быть. Ну, может, на без кинекта, я не знаю, есть. Так посмотреть. Вы без кинекта не используете систему? Ну, нет. Тут если Некоторые затянется... все равно вот без коннекта они немножко не так, да? Некоторые, да, но в основном и сейчас в новых блоках сейчас тенденция идет такая, чтобы можно было и с ноутбука, допустим, играть, просто управлять мышкой. Если, ну, получается точно так же, вы можете в интерактивной доске использовать. Так, руками передвигать на экране, допустим, без кинекта. Ну, потому что где-то это актуально для кого-то. Если потянется, вот здесь есть свободная вешалка. Пожалуйста. Она В будет принципе, да, использоваться так, на да? доске, то есть если доска, например, Она будет видна? подключена, то... Конечно. Ну, доска просто, получается, вот сейчас, вот если вы вот так открываете, то есть он же работает так же, как мышка, да? Точно так же вы, получается, можете и... Почему-то просто в доске такая, тоже мы уже спрашивали своих компьютерщиков, они не знают, в чем проблема. То есть, когда на интерактивной доске игры вот именно со смартом, допустим, связаны, ты разработала, они играются нормально. А если ты делаешь вот в PowerPoint интерактивную игру, которая подразумевает вроде бы как по щелчку мышки, то же самое по щелчку, оно не делается. Скорее всего, какой-то конфликт идет или что-то такое. Ну, это вот надо посмотреть, конечно, Ну, именно что с доской. Кому обратиться? Я вообще не знаю. А где, кто вы? А они так и не разобрались, да, ваши? Они не знают. То есть это можно использовать... Одну розетку нашла, еще кинект, не знаю. Ну, единственное, что колонки, да. теряется Колонки смысл, сюда, розетка не нужна. без интерактивной Просто доски, переключу. что именно стоишь и движениями. Вот это уникальность. Розетка для кинекта нужна. Ну, Ну, я не знаю, в принципе, может быть, его и не переключать. Я имею в виду, что колонки нужно выключить из розетки. Нет, колонки нужны. Да. Да. Больше нет, вот это не работает. по-моему. Не знаю. Ну, сейчас я думаю, что можно без кинекта показать, потому что тут, в принципе, все равно столы будут помехи. То есть так игры сами показать. Я думаю, показать блок английского языка такой интересный. Вчера у нас Вера все порывалась поиграть. Я говорю, потерпи немножко. Она на английский ходит? Нет, она не ходит на английский, я ее никак не могла уговорить. И сейчас она все где-то слышала, говорит, мама, запиши мне, говорит, в столбик слово по-русски, но английское слово там русскими буковками, да. Потом как оно переводится, и я еще пишу рядышком английскими буквами. Напиши, говорит, все слова, которые ты знаешь. Я говорю, как я тебе напишу все, которые я знаю? Я говорю, напиши мне сначала все такие слова, которые ты знаешь на русском, потом я тебе напишу все, что я знаю на английском. Она так серьезно подошла, писала, смотрю, притихла там на часик. А потом говорит, и говорит, все. Я говорю, это все слова, которые ты знаешь, что на листике, давай еще с ней перечислять. Потом она поняла подвох, что всего не напишешь, такая, ладно, все. По темам, по темам. Концентрируем. Животное. Да. Сегодня вот это, а потом вот это. Вот, и потом, и вот она как-то в последнее время стала у меня про это спрашивать, а тут еще и блок английского языка. Она такая, ну-ка, дай-ка мне. Вы еще не пошли в школу? Мы в сентябре идем. Да. И мне что понравилось в блоке, что там произношение, то есть говорит же правильно, да, ну то есть прям вот на слух, просто когда запоминаешь, как правильно говорить, все равно откладывается это. Я даже вчера прокрутила, хочется повторять, то есть не просто, надо же повторить, получается. Вот. Это большая ведь проблема, фонематический слух развития, потому что часто же сталкиваешься с тем, что как умная собака, да,
все понимаешь, сказать не можешь, либо наоборот. Ничего не понимаешь вообще, что говорят. То есть вот это слуховое восприятие именно в языке, мало того, что оно бывает вот врожденно, в каком-то заложено в большей или меньшей степени, плюс еще ведь это надо развивать. То аудирование, это великая вещь, поэтому здесь тоже, опять же, звуковая инструкция. А у вас есть педагог английского? Она как раз и вы является, да. Вообще тогда отлично. Я, кстати, вам хотела еще зачитать отзыв по-английскому, но вот сейчас могу рассказать. Педагога, который использует. Нет, вот если, допустим, у меня эта проблема в чем? То есть я бы с удовольствием, я всегда только приветствую, потому что очень много приходится самой разрабатывать игры, именно вот в смарте. Поскольку PowerPoint мне не катит никак вообще, не делает, не интерактивничает вообще. Пока не Смарт он и лучше. Я переключаю просто на свой, может, очень Ну, нужно это сейчас. да, просто очень много времени уходит на это все. Конечно, использовать готово. Просто у нас в кабинете, чтобы использовать «Играй и развивайся», нужно все убирать. Запись через него идет, я вот не знаю. А так бы, если бы через него... Но он же не выключен. Запись в любом случае идет. Ну, приходил же сейчас, надо было спросить у него. Если не увидит нас, то придет сам. А, он смотрит, да? Потому что на экране-то должно быть видно нас. Сейчас чуть погасло. Надо попробовать эту мышку сенсорную попробовать на том компьютере. Камера к нему подключена. Надо ему вот так вот. Вот иди сюда. Что дальше? И по программе. Ну, все равно хорошо. Нам хотелось уже еще спросить некоторые такие нормативные основы. Во всех ли детских садах у вас созданы приказы о рабочих группах? У нас да. Хорошо. Тогда второй вопрос. Соглашение о сотрудничестве с институтом было ли? Вам документы обратно вернули подписанные? У всех? Или некоторые не знают? Что я не помню. Да, я вам тоже не помню, провернули. То, что мы туда заключали. отправляли сюда, это точно. Потому что это было под лето, насколько я поняла, в прошлом году летом. А вот теперь уже забыли, надо посмотреть. Так, давайте тогда у нас все-таки концовка полугодия, да, и будут от нас ждать тоже каких-то отчетных материалов. Давайте к этому времени, к какому, 10-му, 9-му,
к 9 июня, да. Вот, чтобы 10 дней у вас было, коллеги, хотя бы кратенько вот так вот просто на листочке. Небольшой отчет, да, что у вас сделано, по каким блокам вы идете. Что сделано, проблемы какие есть, успехи. Да, вот как сегодня вот. Посмотрите также к этому времени наличие всех ваших документов, то есть обязательно получили ли вы все-таки от нас обратные документы, потому что на сегодняшний день мы столкнулись с тем, что не у всех детских садов есть это в наличии. То есть соглашение о сотрудничестве и приказ о создании рабочих групп. И тоже к отчетным документам нам, пожалуйста, это приложите. Копию, да? В электронном виде послать? Да, в электронном виде. Вы нас не видите? Да. Иногда. Нет, просто переключили вот на этот номер. Ничего страшного. Отчет в произвольной форме. Отчет в произвольной форме, да. Они будут видеть, что... То есть, чтобы мы уже... Некоторые сады у нас отчитались, да, мы понимаем, о чем у вас и будет идти речь, что вы в конечном итоге планируете. А может быть, какие-то мероприятия у вас по своему плану запланированы, а мы об этом сейчас не знаем. И если есть такая возможность, то уточните со своими коллегами в детском саду, с руководством, и уже в таком варианте нам, пожалуйста, тоже ставьте. А если мы оформляли уже отчет, там мы все равно предъявили. Нет, у вас был, да, поэтому еще... То есть мне только приказ и соглашение. Да, приказ и соглашение, и, пожалуйста, копию нам в электронном варианте, да, сканированный вариант, чтобы мы собрали полностью всю базу данных. Если у нас вот это все вернулось, то значит у вас это тоже все есть. Или все равно собрать надо, в любом случае? Все равно соберите, Всё равно, чтобы мы уже... Потому что мы у себя не видели ни одного этого документа. Да, у нас, видите, Светлана Александровна Табаева этим занялась, потом она у нас благополучно уволилась. Вот. И вот теперь вот мы с Анной Владимировной, конечно, тоже в такой сложной ситуации, где вот соглашения вот эти вот теперь найти. В любом случае надо все собрать, хорошо. А если, например, ну вдруг, я помню про соглашение, но я не помню, насколько оно там вернулось. Вообще отправляли мы его вам? Давайте так, если у вас нет соглашения, вы нам, пожалуйста, об этом озвучиваете, и мы уже будем думать, каким образом из этого выходить. Возможно, мы будем с новым ректором новое соглашение заключить. Нашу проблему знаете, мы вот откуда решим. шло информационное письмо. Коллеги, туда и напишите. Хорошо? Да, если там. И если, например, у вас, ну вот представитель вот 43-го детского сада, у них, конечно, у вас приказа о рабочих группах, конечно, нет, потому что вы одна. То есть вы одна и рабочая группа, как у вас. Рабочую группу. И приказ, по-моему, выходил. А почему тогда вы одна работаете, если у вас приказ о рабочей группе есть? Ну, возможно, в нем, как в приказе, возможно, появляются какие-то корректировки, поэтому это вполне допустимо. То есть, кто по факту действительно работает, пожалуйста, вот кто-то отчитывается и в приказе представляет присутствует. материалы. Да. Здесь вот, да, такой, коллеги, момент. Да, по нормативам вроде все, да, потом еще, да. Да, вот теперь мы, коллеги, для себя отметили, вот, два наших самых больших мероприятия, которые будут до конца этого года. Это форум республиканский, который у нас каждый год проходит, он обычно в марте шел, в этом году ориентировочно, коллеги, будет в октябре, мы вас, конечно, оповестим. И республиканская конференция, как обычно, да, по модернизации дошкольного образования, да, или общего образования с дошкольным будет, да, там формулировка пока еще у нас не точно. Вот. Мы, конечно же, вас пригласим, да, с выступлениями, пожалуйста, коллеги, готовьтесь, вот у нас два в рамках презентации уже вот интересные выступления есть, пожалуйста, коллеги, то есть вы как участники именно сетевого проекта республиканского, это достаточно серьезный уровень, да, чтобы у вас тоже была возможность с чем-то выступить, также рассказать об успехах, о сложностях, да, желательно, конечно, об успехах. Вот. Ну и хотя бы, да, желательно, конечно, чтобы вот это как-то в нескольких слайдиках, хотя бы в презентационном форме, 5-7 минут, там доклады не очень большие, так что вот, пожалуйста, подготовьтесь. Может, кто-то из вас на форум, кому-то на конференцию. Вы все прекрасно знаете, что вам нужны вот эти вот выступления на республиканских, да, мероприятиях, вот как раз они у нас будут. Размах этот достаточно широкий, всегда очень много гостей приезжает, да, как правило, на конференцию, да и на форум всегда с республики очень много народу. Да, есть возможность заявить о себе, да, как-то вот дать, возможно, какой-то вот такой вот отклик получить. Вот. И еще у нас такой очень важный вопрос возник. В сентябре, в октябре, кто из вас
сможет нас принять. У кого есть такая возможность, коллеги? Вот кто из вас? Так, Ну, вот, лучше, наверное, сентябрь, потому что октябрь вот Котлас к нам все время приезжает. Как бы у нас уже там своя тоже. Тем более, как бы, да, вот 19-му детскому саду, как бы тут уже сам Бог велел, потому что они дольше всех из вас работают, да, вот я так думаю, что сегодня у нас 107-й отлично выступил, да, коллеги великолепно выступили, вот, очень заинтересовало выступление психолога, у нас 43-го, если будет возможность, конечно, вот, я понимаю, что у вас некая камерность такая, да, вот, как 19-й психолога. сказал, массовость, я не знаю, как бы нам показывает на большую группу. На какие-то микрогруппы можно будет показать уже детки, да, такие, с которыми я работаю, специфичные, как воспримут, как среагируют. То есть в рамках кабинета, там, микрогруппы можно... И очень бы хотелось посмотреть 98-й. Очень бы хотелось посмотреть. Вот кто-то, может быть, еще, если, например, у нас Зеленец, Выльгард, да, что-то, может быть, уже смогут предложить, да, вот, осенью. Пожалуйста, мы с удовольствием к вам придем. Вот. А я так думаю, что собраться-то мы, конечно, все соберемся, куда-то сходить, посмотреть. Если, коллеги, вдруг такого варианта не будет, например, да, чтобы вот пригласить, мало ли, разные ситуации, там, или карантин внезапный. Да, или сказали, коллеги, да, помещение маленькое. маленькое кабинет помещение у психолога. психолога, потому что здесь явная камерность, как бы, да, как здесь можно будет, да, нам посмотреть. Тогда только в записи, да, то есть, коллеги, постарайтесь сделать запись, не очень натасканную в плане подготовки детей, обычный рабочий момент, да, то есть, или фрагмент мероприятия. И чтобы мы на следующей с вами встрече, в сентябре она будет у нас или в начале октября, чтобы мы действительно с вами посмотрели, как это работает. Вот. Может, просто скажут детских садов, и каждый запись покажет, мы посмотрим. Вот. Нет, ну просто если Вы есть... продумайте, да, какие да. у вас будут варианты, то есть обговорите с руководством, да, что вы действительно можете представить. И, ну, я вообще ко всем, не только Вот видите, вот на конкретно к вам. 19-го у нас уже Поэтому есть представитель, да, потом есть их наши посмотрим, воспитатели. что у нас получится, какие варианты. Вы все равно отчетный вариант будете представлять, и там же можете указать, на что вы готовы, на что созреете. То есть либо это фрагменты занятий, либо это очная форма. Да. Ну вот я так думаю, что у 107-го это Мы 19-го принимаем не будет в рамках проблем. нашего сетевого взаимодействия. Да. Только вот мы вот здесь вот, да, вот у нас, получается, сегодня почти все приехали, может быть, у нас и Ухта подъедет. Вот. В Воркуту сейчас нам не удалось, коллеги, раскачать, потому что, вы знаете, у них уже в это время, как бы, у них люди в отпуск уже, да, и дети уехали, и педагоги в отпуск вышли. Вот, может быть, Ухта к нам подъедет, да, может быть, кого-то из Воркуты растрясти нам получится, Усинск, может быть, приедет. Так что, видите, коллеги, у нас такое вот мероприятие все-таки республиканского масштаба. Сегодня у нас Ухта подключена, да, так что вот, кстати, некоторые ко мне подходили, спрашивали, как вот по документам, что это у нас за мероприятие, коллеги, у вас есть приказ. Есть ваши фамилии, то есть если вам нужно, например, да, будет в плане отчетности, что вы сегодня принимали участие в методическом семинаре, у нас есть приказ с вашими фамилиями, то есть этого будет достаточно. Да, и сетевой проект у нас республиканский, то есть мероприятие это в рамках все-таки вот республиканском, да, не локальном, не местном, муниципальном. Только вот. приказ у нас отдельно, Да, он да. уже висит на сайте, а список сегодня мы еще раз уточнили, фамилии, которые добавились, мы включим, и это тоже будет размещен на сайте. Да, так что здесь, пожалуйста, как бы можете скачивать, и, пожалуйста, это как для вас уже подтверждение. Вот. Да, потому что сертификат за маленькое такое количество часов, конечно, как бы, да, вот вам не сделают. Да. Вот. Еще, пожалуйста, коллеги, вопросы? Что касается организации? Можно? Да. У меня к вам вопрос такой. Какая вот для вас, как участников сетевого проекта взаимодействия, в какой поддержке, возможно, вы нуждаетесь со стороны меня как дилера, разработчика, да, нас как вот представителей именно разработчика системы и вот института? Может быть, у вас какие-то есть вот именно пожелания? Вот как вас поддержать? Проект долгий, 3 года длится. Вот, помочь вам, может быть, какие-то, ну, чтобы вам помочь вам, какие-то у вас пожелания, может быть, есть? Основная наша. Вы подумайте, в аналитическом отчете тоже можно представить, и Екатерине мы тогда тоже ваши отчеты уже представим. Потому что у нас один из моментов был как раз, мы пытались согласовать, может быть, серию вебинаров, да, мы можем подключить как раз разработчиков, авторов вот этих методичек, попытаться подключить, ну, там, соавторов, допустим, которые могли бы вам какие-то там мероприятия, вебинары как минимум провести вот в таком масштабе.
Или мы, например, с Анной Владимировной, может быть, вам окажем, коллеги, именно структурировать как-то, например, ваши материалы, да, чтобы вот действительно методическая помощь, чтобы грамотно с точки зрения в ГОСТ, например, вот у вас есть серия занятий или игр, чтобы мы действительно посмотрели, соответствуют ли, да, они современности, как-то вот стоит их дальше вот двигать, действительно интересные это моменты, там, то есть вот обращайтесь, пожалуйста, к нам, не стесняйтесь. Вот, просто если будет такая потребность будет, чтобы мы оперативно могли со всеми договориться, да, согласовать это все дело, я думаю, ну, с сентября уже, наверное, эти мероприятия можно было бы запланировать, как серию, допустим, мероприятий, возможно. Ну, то есть надо только определить, какая есть потребность, в каких-то, может быть, темах, да, что надо раскрыть, что там, где нужна дополнительная информация. Вот. И желательно, конечно, это заранее озвучить, чтобы мы успели это все организовать. Пожалуйста, коллеги, да? Есть у вас сейчас в связи с вышесказанным что-то добавить? Вопросы, да, вопросы возникли. Вот. Да. По поводу отчета не пугайтесь. Слово отчет сейчас всех очень всегда пугает. Коллеги, в свободной форме. В свободной форме, небольшой, да, чтобы действительно как-то вот у нас у каждой площадочки вот был какой-то результат. Мы там потом уже с Анной Владимировной подытожим. А вот этот сайт, который был у вас, ну вот его Светлана Александровна, да, вроде начинала, он еще как бы действует или нет? Ну, он функционирует. А вы с ним сами работаете, поскольку у вас есть у всех права администратора. Да, У нас на сегодняшний день с Юлией Владимировной нет права администратора. Я тоже не видела прав администратора. Насколько я понимаю, мы должны были... сами туда загружать. Да, Он рабочий. Когда у нас в марте уходила Светлана Александровна, она сказала, что сайт этот рабочий, что вы можете как бы его посещать, пожалуйста, обмениваться сами. Вот. Так, давайте и по этому вопросу уточним. Я, значит, как-то это упустила, но я вот не слышала этой информации. Нет, я помню, На сайте у вас уже есть конспекты 19-го сада. Да, был такой у вас у нас был разговор. Она попросила фотографии. Я лично плохо, конечно, всегда все помню. Ну ладно. Фотографии-то я отправила, по-моему, руководителя проекта только просили. Потом вот она что-то там тоже мы то ли зарегистрировали, что-то такое. А потом она говорит, давайте попробуем что-то загружать. А мы тогда еще вот только были совсем-совсем в начале в процессе, то есть нам, в общем-то, было нечего еще загружать. А потом, вот, оказывается, такие перемены произошли, мы тогда же ведь не в курсе. Мы у себя там сливаемся и не знаем ничего. Да, там нужно регистрироваться, и потом ты входишь туда именно как администратор, можно загружать на какие-то заметки, там записи, да. Только как мы уже там зарегистрировались, уже все это забыли. Кто вот из технических специалистов сайт поддерживает? Может быть, какой-то телефон контактный взять, да? Чтобы другой специалист, не те, которые сегодня новые, да. Ну вот, может быть, просто по первости все равно будут вопросы, как Я так думаю, коллеги, что там такой вот принцип, насколько я поняла, вот как вот в группе ВКонтакте, да, то есть как бы админами вы становитесь, как бы вы можете запускать туда как бы информацию свою. И при всем при этом она каждому из вас вот зарегистрирована, она будет видна. Вот. То есть как бы здесь, по-моему, технически там, наверное, не должно быть сложно. Думаю, будет актуально загрузить вот ваши презентации сегодняшние. Да. Вот сегодня два выступающих у нас было с презентацией. Я так думаю, что PowerPoint там запуск. Если какие-то вопросы будут, то можно будет вам написать, да? Да. Конечно, нужно, чтобы мы знали, какие вопросы есть вообще. И что вообще, с какими сложностями вы, коллеги, сталкиваетесь? Или, например, действительно какая-то новая идея у вас вот родится, да? Кто-нибудь из вас еще что-нибудь закупит, да? Может, там вот как-то вот закупите, да, Екатерина Александровна, на радость забудет сказать. Вот, а вы скажете, Юлия Владимировна, вот там Анна Владимировна, есть у нас вот сейчас вот еще вот такая возможность. Еще вот мы решили, помимо математики, там, да, предположим, вот еще вот закупить. Вот по такому направлению, да, еще пойти. Вот. Может быть. Если в отчете, допустим, кто-то из вас еще мало чем может поделиться, да, или возникают какие-то сложности, вы прямо эти сложности указываете. Может, мы сегодня так в попыхах не все озвучили, да? То есть, чтобы были какие-то положительные моменты, которые действительно вам уже пригодились, и над чем у нас можно сегодня работать есть будет и нам, представители Выльгарта, например, да, и вы вот только закупили, насколько я понимаю, у вас как бы вот в этом еще. А еще пока не даже закупили? да, еще даже не планировали в этом году, но я, видите, не в администрации, поэтому не могу сказать, с чем связано, но еще не закупили. Вот сейчас в июне, может быть.
То есть у вас сложности именно с закупкой, да? Понятно. 87-й вот у нас сегодня не высказался. У нас уже достаточно давно, наверное, года 2-3 уже закупили, но просто проблема, да, в том, что некому этим заняться. Некому этим чтобы заняться. работа началась продуктивная, да. То есть у вас о серии конспектов или о серии игр пока как бы нет разговора, да? Да, еще. Пока, то есть каждый познает вот так вот, да, знает, что система есть, и пока каждый в свою дуду как смог поиграл, да? Большая проблема в том, что мало кто из педагогов заинтересовался вот этим, потому что этой системой нужно действительно сесть и заняться, уделить этому достаточно много времени, и у каждого уже свои заходы, поэтому вот это у нас главная загвоздка. Понятно, хорошо, да? Ну вот остальные все сегодня у нас вроде бы вот выступили, да, коллеги из других детских садов. Вот. Ну, Анна Владимировна. Екатерина Александровна, что-то еще, да? У нас вроде с Анной Владимировной все, как бы самые основные моменты мы, да, сегодня. Ну, время осталось, да, я хотела показать новый блок английского языка, посмотреть. Ну и может быть у вас по играм какие-то вопросы есть. Вот я сейчас подключила, можем прямо включить, посмотреть конкретно что-то. Kinect пока не подключила, если нужен будет, Kinect тоже подключить можно. Хорошо? Так. Коллеги, секундочку, сейчас еще вот Екатерина Александровна. Мы вот сегодня двоих человек выяснили, что их нет, да? Вот Морового и Муравьева, да? Их сегодня нет у нас. Но они должны были быть. Да, и кого-то еще, потому что вас 14, а тогда получается 15. А? Байденко, да? Сегодня нету. Ага, хорошо. Так, ну тогда давайте небольшую презентацию нового блока проведем. Хочу вам зачитать отзыв в интерактивной системе как раз об этом блоке. Отзыв кандидата педагогических наук, почетного работника общего образования, лауреата национальной премии элиты российского образования 2010, победитель регионального конкурса «Учитель года 2013». Региональный – это вот Челябинская область. Победитель городского конкурса «Лучший кабинет иностранного языка 2012», лауреат городского конкурса «Учитель года». А как зовут, я не написала. Ладно, я сейчас пока покажу. Написала, да. Семенова Юлия Леонидовна, учитель английского языка в гимназии 94. И Екатеринбург. Вот. Ну, то есть человек, который занимается английским языком и именно вот активно. Ее отзыв, значит, данная программа предназначена для изучения английского языка детьми дошкольного возраста, а также младшего школьного возраста. В настоящее время уровень развития технологий позволяет внедрить их в различные области, в том числе образовательные. Однако существует нехватка инновационных программ, ориентированных на обучение детей иностранному языку. Новизна данной программы заключается в использовании бесконтактного сенсорного игрового контроллера Kinect. Данная разработка имеет ряд преимуществ. Во-первых, ребенок является активным субъектом образовательного процесса. Во-вторых, проходит обучение в движении, что является важным моментом для физического развития ребенка. В-третьих, использование такой программы повышает мотивацию учеников, также создается ситуация успеха. Все инструкции, которые даются в ходе игры, четкие, понятные и даже для дошкольного возраста. Прохождение игр гарантирует запоминание детьми слов по основным темам, изучаемым в начальной школе. В настоящее время разработка готова для внедрения в организации системы образования и Центре дошкольного развития детей. Вот. Kinect не подключаю. Давайте вот так покажу, что вообще из себя он представляет. Вчера тоже сама смотрела. А вот как раз наверху уровень знаний, да, первый возраст, второй и третий, так он называется. Так, ну вот, к примеру, супермаркет. Кто у нас еще тут английский, если есть, кроме Светланы? Не, ну я понимаю, я к тому, что, может быть, кто-то педагоги есть, которые именно с английским занимаются, чтобы случайно неправильно не произнести, да? Ну,
Я не знаю, как правильно в английском. Вы по-английски, да, все занятия ведете обычно? Ну, нет, вот дошкольно, видите, когда как правильно? я работала в саду, у нас в режиме все было, каждый день было занятие. То есть я вела английскую группу 13 лет. Вот, конечно, там было более так активно мы говорили на языке, и утренники у нас были, мы там вообще ни одного слова по-русски не говорили. Тут, конечно, все равно преимущественно русская речь. Но ты вводишь детей в ситуацию, и там ты уже, конечно, разговариваешь по-английски. То есть, если мы сейчас пришли в магазин, мы там будем говорить по-английски. Please take an apple. И ребенок вперед. An apple. Где тут у нас an apple? Вон внизу тут красненькая. Please take a strawberry. Please take a plum. Please take a pear. Груша. Please take a pineapple. Давайте ошибемся. Oh no! Try one more time. Good job. Please take an orange. Так, ну вот это одна из игр. Это усложнение какое-то в этой игре? Вот, да, вот смотрите, как раз уровень 2, те же игры, но они с усложнением. Давайте посмотрим на... Давайте на этом примере, да? Apple juice, please. Что, да, то есть получается, спросили, да, Напитки. что такое, что apple juice, апельсиновый сок, это что такое? Напитки, да, и вот здесь, когда было в начале, надо было рукой, просто я мышку навела вот на вот эту часть, она закрасилась, да. Я выбрала напитки, получается. Если я выбрала там, были овощи и что-то еще, да, то есть если бы я выбрала другое, она сказала, вот, попробуй еще раз. Ну вот сейчас мы посмотрим еще раз. Так, и вот здесь нам надо выбрать, найти именно... Apple juice. Нет, Oh яблочный. no! Try one more time. Apple juice вон на самом верху. Яблочный. Well done. Apple juice, please. Ну, вот, допустим, ошибемся, да? Ну вот, да. Choose another section. Что он сказал? Выберите другую секцию. Ага. Drinks. То есть она не указывает, что здесь ошибка, она просто дает указание, что выбрать секцию другую. Ну, то есть пока правильно не выберешь, будет говорить, выбирай другое. Единственное, опять, вот, ну я как дошкольник, да, то есть вот тут для детей, может быть, не слишком визуализировано, то есть надо читать, опять-таки. То есть, ладно, вот тут кофе, понятно, зернышко, но это опять надо объяснить, да, сначала проговорить тогда. Сам Чтобы продукт, по-русски, да. да. Какие вы видите здесь напитки? Вот это все. Ну вот тоже верхнее, Ну, например, чай, что там ладно. коктейль молочный, да, Да. то детки поймут, да, то есть они могут сказать на что угодно, и йогурт, и сметана. Пепси, допустим, какой-нибудь там напиток такой. Узнаваемый. Молоко тоже там здоровое есть. Ну, а третий уровень, давайте посмотрим. Уже это что Давайте, да. Please take a big lemon. Большой. Время пришло. А и время еще появилось, да. Please take 4 big Ну, pineapples. давайте 4 больших ананаса. Тоже оно время. Ну, тут даже, может быть, знаете, в каком ключе? Не то, что третий год обучения, да, а как бы ты по мере изучения темы усложняешь, да. Вот здесь вот им тоже трудно маленькую земляничку будет увидеть, да, то есть здесь большая земляника, да, а маленькая. Зрительное восприятие это очень нужно развитое. Хорошо, вот для начального звена отлично, да, как бы вот детки маленькие, это, конечно, Ну, он, по идее, рассчитан на подготовительных. Ну, понятно. Да, давайте что-нибудь еще посмотрим. Зоопарк. Где? Хорошо. Это... Пойди к волку. Да, у нас аналогичная игра есть в полной версии. Должен пройти. Вот, то есть, если я, допустим, без кинекта, да, я его хватаю мышкой просто,
еще. Можно попробовать еще. Видите, оно не реагирует. Я о чем говорю, что будет ли оно в интерактиве, да, на доске. Надо вот здесь посмотреть, как. Потому что если бы она так работала, то даже было бы очень эта хорошо. доска, она же не к вашему ноутбуку. Да. Она не Да. работает, потому что нет То есть надо программного обеспечения. попробовать. Да. Это хорошая идея. Если, допустим, игра развивайся, вот здесь стояла где доска, ну вот надо попробовать будет. Надо Да. Попробовать, да. Well done. Давайте усложним. Go to the panda. То есть просто другие животные добавляются. What color is it? Ага. Да. Is it big or small? Вот это классно. Well done. Вот методички я вам раздала, там, кстати, там же описание игр тоже есть. Я, честно говорю, вчера только поставила, и даже все, ну так, посмотрела игры. Вот, Это поэтому- хорошо, это уже не рассказ, это уже дети создают. Go to the giraffe. My School Best. Давайте возьмем My School Best. А вот Просто третий усложнение, сейчас, давайте посмотрим, усложнение, а да. потом- Досмотрим. Go to the animal. Подойди к животному, живому получается, кому хочешь. Feed the animal. Накорми животное. Banana. Well done. И все. Go to the animal. Дети пьют. Feed the animal. Eat. Well done. Ну, то есть, получается, к какому животному подходишь? Дается прямо. Сразу даже Сделали бы выбор какой-нибудь, и чтоб назвал. его. Надо посмотреть в методичке, что там. Какая задача непонятна. Да. Может, разобраться, может, где-то мясо по-английски. А что такое my exercise book? Вот там, где с карандашиком? Там поточно потребно. Да, рисовать, Follow the stars. рисовать по точкам, получается, Следуй за соедини звездами. звезды, да, которые, причем которые светят. Вот это тоже хорошо. Мелкая моторика. Если это еще с кинектом получается, то есть рукой водить именно те звезды соединять, которые... Между прочим, а тут есть такая функция, что отключить звуковую инструкцию? Вот здесь. А, нет, здесь повторить звук, чтобы вообще звука не было. Просто убрать звук. И просто убрать Просто звук. вот на... И на самом деле ведь это можно использовать в обычных занятиях, не в английском языке. Если у тебя не будет просто... А, ну в плане, ты да. сам говоришь, озвучиваешь инструкцию. Ну вот здесь вот смотрите, вот просто отключайте громкость, и не будет С звука. теми же животными подойди к тому-то, подошел. Мгм. Какого цвета, большой или маленький? Опять же... Ну то есть связано- расширить, да, Да, свои да, игры английского. новыми играми, просто без английского. Да. Вот это же, вот Ольга Владимировна говорит, хорошо было бы в математике, чтобы были какие-то задания, ну вот типа графических диктантов, да? То, что мы все делаем в старшем возрасте. Вот что-то нечто подобное, почему бы не использовать это в математике просто без звуковой инструкции. Что он сказал? Найди какие звезды? Нет, Светящиеся? следуй за звездами. То есть она должна сверху. Это очень хорошо. Получается картина. Ну, вот если неправильно, Да, получается красно. красненьким. Да. Так вот. Удивительный результат. Усложнение. Follow the stars. X. Follow the А, stars. тут буквы еще добавляются. по-моему. Еще и не... Ну, при изучении алфавита. Follow the stars. Так. И Write the letter Q. Напиши. Да, напиши. Это сложно. Q. Write the letter N. Вот это тоже как прописи очень.
Интерактивные очень. Slide the Ну, это, letter конечно, только в Y. английском языке использовать. Либо просто не акцентировать, что это буквы английские. Да, просто. Многие сами скажут. Да, сейчас дети уже и сами скажут. У нас, кстати, в Ухте один детский сад закупил вот первый Нам английский. Галина Васильевна уже дала добро об этом, да? Когда я заикалась. Ну, все хорошо, созвонимся. А здесь вот Да. разработчик кто? Тоже вот Екатеринбург? Нет, это все, это игра развивайся, это все стендап инновации. Мне кажется, здесь немножечко как-то американский, да, вот манере есть, да, вот здесь. Они Потому что сейчас- англичане так не говорят well done. Well done. Ну, там, видите, О, он такой открытый между А и О. Well done. Я что-то не расслышала. Так. Еще Одежда. Тоже, наверное, можно. Wear a sun hat, please. День шляпки. Wear a hat, please. Oh no, try one more time. Это да. Wear a cap, please. Wear a scarf, please. Hooray! Wear high boots, please. Высокий сапог. Wear boots, please. Oh no, try one more time. Wear socks, please. Вот почему? Бутс — это короткие сапоги считаются? Бутс это, ну да, ботинки. А где тут? Собственно, это вообще носки. Вот тоже Да. найдешь носки, где этот. Wear trainers, А тренер это please. кроссовки. Good job. Wear jeans, please. Зеленые джинсы. Wear shirts, please. Wear a skirt, please. Юбочка. Wear tights, please. Wear a belt, please. Пояс там внизу. Hooray! Зачем она Wear пояс a надела? jacket, please. Так, сложнее. Wear socks, please. Wear jeans, please. Wear a sweater, please. Wear a winter coat, please. Wear Получается, одевает все друг на друга, да? Ну, то есть на выбор получается, такой или такой свитер, такие или такие джинсы. Или, может быть, там мальчик... А, нет, нет. Wear Hooray. shirt, Hooray. please. Hooray? Hooray. Отлично. Hooray это ура. Ну и в конце можно также, да, какой-нибудь рассказ получается, да, закрепить, да. рассказать. Или как дополняющий вопрос. Какого цвета? Да, вот если бы они еще Это мы тоже же говорили, такой, какого возьмите цвета свитер. А вот Rainbow Animals, что-то там, радужные животные. Цветные, наверное, да, животные подразумеваются здесь. Раскрашенная. Раскраска, да? Вот здесь еще появляется микрофон. Я, честно говоря, не успела посмотреть. Но я подразумеваю, что он звук еще записывает. Надо посмотреть методички. Well done. Color the animal. То есть можно любым каким хочешь Hooray! цветом. Color the animal. Там может любой говорится название цветов. Color the animal. Good job. Розовый лев. Вот сразу посмотреть, вот интересный список и какой смысл, да? Так, это у нас... Такая Татьяна с такими ножками. На экране летают воздушные шары в виде животных. Слева находится палитра цветами. Ребенок управляет кистью, с помощью которой можно выбрать цвет и раскрашивать шары. Это шарики, оказывается. Ну и
как, допустим, использовать, тоже здесь можно посмотреть, но чтобы тут страничка не сбита. Так. Это, наверное, как в математике. Try to catch 5 fish and make sentences. Поставь предложение. Поймать одну рыбку и составить предложение. Какие? What color is it? Тут спрашивают. Well done. Try to catch 4 fish and make sentences. 4. Тут уже 4 рыбки надо. Вот это классная игра с рыбалкой. Но вот некоторые у них хорошо проработанные. Да, некоторые немножко глуповатые, скажем так. непонятно, какой смысл. What color is it? И надо знать уже, какой уровень у ребенка, да, то есть вот ты должен брать игру и понимаешь, что у тебя ребенок должен уже назвать все цвета по-английски. Да, чтобы это все их знать. заранее нужно. Причем не самые нестандартные, как бы, да, цвета, как бы, а уже все действительно оттенки. Ну тут опять-таки ведь система как, ну, закрепляет, получается, знания, полученные ранее. Естественно, уже какая-то предварительная работа должна вести. What color is it? Is it big or small? Ну, это вот я беру с 4-клетками. Какой цвет, большая она или маленькая. То есть это вот очень хорошо. Чем думать, как активизировать речь, тут уже все. А вы сами как основную программу свою какого автора используете? У меня своя рабочая программа. Свое полностью разработанное, да? Тут опять вот цвет и размер. Small bubble. Oh no, try one more time. Коричневый маленький. Red, big bubble. Brown, big bubble. Это вот мы смотрели, а вот если, допустим, начальник говорит. Trouble no right. Catch a Ошибка bubble. неправильная, да? Что? Catch trouble, она же говорит trouble no right. Ошибка, нет, не ошибка там. Trouble-то никак неверный, да? Сейчас посмотрим. Что он скажет, что не обратила внимания. Поймай просто. Просто поймай. То есть это просто вот здесь цвета изучает. Просто поймай пузырь. Ну вот и озвучивает цвета. Purple, yellow. Red bubble. Orange bubble. А здесь получается просто по цветам без большого маленького. White bubble. Так. Теперь что, schoolback, да? Давайте schoolback. Put your things into a school bag. Put a red notebook into a school bag. Hooray! Put a gray pencil into a school bag. Good job. Тоже все книжки друг на дружку похожи, да? Только вот надо догадываться. Там пружинка, да, это ноутбук, а это просто. Put a yellow book into a school bag. Ну это мы открыли уже третий Да, уровень, получается. This is not a Ну, в yellow общем-то, book. ее и проходит эту тему перед школой. Дальше. В другом возрасте смысла нет. Так, и Put your things into a pencil case. Пенал. Все теперь сложить в пенал.
тоже на складывание. Ну, можно говорить, что он кладет. Put your things into a school bag. Ну, то есть тут можно так же, как описательный рассказ в конце ставить, почему он именно вот эти, допустим, предметы выбрал, да? Ну, тут тоже можно использовать вполне в обычном занятии. Не включать звук. А, вот здесь можно переключить, значит, еще уровень. Good job. Так, что еще не смотрели? Stretch up. Это что такое? Включать это вытянуться, это, наверное, в красной футболке, наверное. Это, наверное, с Kinect надо посмотреть. Вот здесь я смотрела первый уровень, получается, этой игры. Много таких английских песен, да? Ну, это популярная очень. Как изменить. Быстро, да, вообще? На начальном уровне на экране изображен персонаж, который показывает движение, играет песенка. И дети должны повторять движение, при этом они видят себя на экране. Получается, как бы зеркало. Да? На среднем уровне программа называет движение, которое должен сделать ребенок, и повторяет правильность выполнения. На продвинутом уровне ребенок выбирает персонажа на экране, который делает заданное движение. Так. Hello, I am Mary, and this is my family. Where is my father? С палочкой, наверное. А нет, наверное, дед. Папа-то, наверное, с палочкой. С дедушкой такой с палкой. Choose another place. This is my father. Where is my grandfather? Дедушка с палочкой. Choose another place. This is my grandfather. Where is my brother? This is my brother. Where is my aunt? Странная семья. This is my aunt. Let's take a photo. Say cheese. Well done. Без мамы. И тетя. Это другая мама. Hello, I am Mary, and this is my family. Where is my sister? Вот здесь сестра вот может быть, ну, чуть не Да, сказала да. кто угодно. Ну, не кто угодно, конечно, да, но ну, попробуй. This is not my sister. Задача ребенка заключается в том, чтобы помочь герою сделать фото семьи. Для этого нужно перенести родственников героев. Так, это у нас был первый. Choose a hero, boy or girl. Можно выбрать. Либо ты мальчик, либо ты девочка. Hello, I am Emily, and this is my family. Where is my family? Help me, please. Choose another place. Передвигается. What's his name? Ну, спрашивает, как зовут. Вот Let's этот take ребенок a поговорит photo. с Say cheese. Good job. Choose a hero, boy or girl. Choose a hero, boy or girl. части тела. Передвинуть можно? Да? Нет, вот он, получается, вот меняется, да, цвет. А, то есть сделать портрет. Фоторобушка.
Подстройся под семью, да? Hello, I am Jack, and Ты this is сконструировал my сам family. героя. Да, да. И потом уже получается. Папа тоже. И папу поменяли. С тетей. Построй папу под сына. Хорошо, как в реальной жизни, да? Мне нравится поменял. Это не мой папа, например, не мой сын. Он не похож. Who is next? Кто следующий? Choose another place. This is my beautiful mother. Who is Я next? самую красивую маму сделала. Мне это интересно, конечно. Теперь я вижу, что это This is англичане. my wonderful Американцы grandmother. вообще Who друг is друга не next? думают. Let's take a photo. Say cheese. Hooray! То есть, получается, можно выбрать нужных родственников, имена. не всех, да? Кого ты хочешь С кем ты видеть на хочешь. фотографии? Да. Да. Ну, вот такой блок английского языка. Как вам? Нет, еще не интересно. Но к нему также подключается Connect, да? Да. Вот я говорю, вот, допустим, вот с упражнениями, ну, как раз интересно нас скинуть. Да. Ага, хорошо. Да, вы кто? Извините, пожалуйста, завтра к нам придете? Да, без 10 часов мы с вами договорились. Ага. Обратно можете передавать, если кто-то уже заполнил. Так, ну какие еще вопросы по английскому? Еще такой момент я хотела сказать, кто в курсе, не в курсе. Обычно у нас вот здесь вот, в этом углу есть значок «Проверить наличие обновления». Вы у себя проверяете периодически, потому что у кого-то версии старые, я обычно делаю рассылку, допустим, что обновление какое-то вышло, вот и сейчас полная версия у нас, там игры новые добавились, у кого, если, допустим... Нет, у нас там что-то... У вас уже, какое-то наверное, новое. окошечко. Нет, у нас какое-то окошечко всегда выходит. И Какое не окошечко? получается. Ошибка выдает? Да, что-то там выдаю, я уже не помню, что написано. Оно что-то выходит такое. Вот нужен Обновление скриншотик. не получается. А интернет-то есть, когда... Не всегда. У нас интернет Ну есть. вот нужно, чтобы, естественно, к интернету был подключен Может, ноутбук, он тогда и пишет, когда интернет нет. потому что он же с сервера забирает, то есть надо, чтобы он подключался к интернету. Посмотрите, да, обновитесь, потому что вот когда у нас... Просто на кнопочку нажать, оно должно, по идее, Он само подключается к автоматически. серверу, идет бегунок, туда все загрузит, и потом у вас уже версия последняя, новая. Хорошо, если что, Потому что, я говорю, в прошлом году добавились вот эти игры аналогично, как с животными. Найди животное, да, надо было двигаться влево-вправо. Есть у нас такие игры. Вот. Это вот последняя как раз версия. То есть даже игры какие-то добавляются с обновлением. Так. Ну, в принципе, у меня все. Какие вопросы еще? Очень интересно. Отличная игра, мне очень понравилась. Слушай, знаете, у нас какая сейчас тоже был у нас семинар, и мы вот мастер-класс показывали, когда развивая себя, вот, в частности, да? Может такое быть, что вот, допустим, все подключено, но ты не играешь в этот момент, а, например, просто рассказываешь до того момента, как тебе надо будет показать. Он может терять. То есть потом ты вроде бы вот мы сначала все проверили, все играли, подключили, все хорошо. Потом пришли слушатели, дошла моя очередь. И вот когда ты выходишь, мы там не маячили на этом пространстве, то есть там было достаточно большое пространство. И потом, когда дошло дело играть, оно не видит. Мне пришлось вытыкнуть, обратно втыкнуть. Потом там появился, значит, этот сверху значок Kinect. Вроде бы то есть стало время играть. ожидания, да, Да, получается? потом как будто опять я отошла, опять пока мы что-то делали, потом опять дело дошло, опять не видит. Может такое быть, что он теряет сигнал какой-то? Ну, вот у нас бывает такое. Мы обычно, когда мероприятие, мы заранее не включаем его, потому что, он подвисает, как будто подвисает. И либо я обычно Kinect отворачиваю, он подвисает, например, когда люди ходят, он там думает, что играет. Нет, там вот как раз все сидели, была-то тишина совсем. Ну, не знаю. Ну, может такое быть, да? Я думаю, да, он подвисает. Лучше потом включать только когда ты начинаешь. Да. Ну, либо чуть заранее, пока он там загрузится, да, вот эту вот кнопку выключать.
А с детьми, когда работали, не возникало? Возникало. Тоже так же, как у кого-то начинает очень быстро вот так рука бегать, хотя он вроде бы ничего не делает, такого каких-то хаотичных движений, но рука все равно как будто вот так вот дергается. Ну вот с Kinect сейчас, получается, Kinect же сейчас вышел, Microsoft выпустил новый Kinect. Вот, и у нас планируется переход на новый Kinect тоже. То есть, ну, будет поддерживаться старая версия Kinect, и вот, может быть, при переходе на новый Kinect вот эти проблемы все решатся. Что, может, с этим связано. Ну, просто техническая сторона. Ну, да, от этого никуда не доработаешь. Это техника в любом случае. Ну хорошо, коллеги, давайте тогда мы на сегодня, да, будем закругляться с вами. Если вопросов у вас уже нет, мы основные, да, свои моменты проговорили. Огромное спасибо, вот у нас 19-й уже убежал, 43-й. Огромное спасибо вам, коллеги, что все пришли. Вот, я так думаю, что встреча у нас была интересной и продуктивной для вас. Какие-то обозначились еще мостики на будущее, да, для себя. Вот. Мы обязательно с вами со всеми сейчас еще созвонимся вот перед сдачей как бы, вот этих мини-отчетов, ну и перед сентябрем, само собой, конечно, тоже, да. Если что, пишите. Я до 26 июня, с 26 в отпуск выхожу, если что, пишите. Вот, Анна Владимировна, 19, я до 26. Я так думаю, что все, если что, на контакте будем. Пожалуйста, не пропадайте, звоните, пишите с любыми вопросами. Ну, с Екатериной, я так понимаю, вы постоянно, да, на связи? То есть у вас вот эта вот работа идет планомерно. Вот, если что... Я практически круглосуточно доступна. Круглосуточно доступна. Все тогда, коллеги, спасибо вам. До свидания. А у нас ноутбук. Именно чтобы включить играть там такие шаги делали вообще можно. А потом сделали на такой ноутбук, и все стало хорошо. То есть для игры развиваться я должен отдельный ноутбук, чтобы там ничего не Нет, было. просто там нужно Может, это доску надо обновлять? тоже можно. Они тоже обновляются, смотря свет. Поэтому нам-то поставили новые доски. Вы подключаете к другой доске, там доска не нужно ставить. Все новые. Нет, но ноутбук же Ну, игра развивается с ноутбуком разные группы. У нас доски. Вы говорите, что где-то какой-то работает. И все. Проблема. Только одной. Слабо ее сделали. Подождите, вот на ноутбуке, который вы собираетесь развивать, там доска одна? И там не нужен ноутбук. Это ноутбук, разные группы. Как у вас на сегодняшний, как сейчас, Спасибо. потому что